Итак, тема нашего сегодняшнего эфира – это лжегеноцид русских в Чеченской Республике Ичкерия. Мы сначала зачитаем вступительный текст, а потом призываем всех свидетелей и людей, обладающих информацией, к аргументированному, конструктивному диалогу. И чтобы, может, возможно, у вас в семье был какой-то опыт, и у вас есть что добавить по теме этой, потому что это была массивная такая пропаганда со стороны России и своего рода оправдание внутри и вне России этих жестоких войн и жестокостей по отношению к чеченскому народу. Важный вопрос для нас, важная тема, которую мы в дальнейшем, конечно, будем намного лучше разбирать и судиться по этому поводу. Ну, сейчас хотелось бы, скажем так, на нашем доступном для нас уровне сейчас поговорить об этом. Предыстория начала русско-чеченской войны 1994 года известна надуманными историями по принципу «чем хуже, тем лучше». Мы не будем сегодня останавливаться на взорванных спецслужбами России домах мирных жителей и обвинения чеченцев во всех преступлениях, произошедших на территории бывшего Союза. Сегодня мы хотим поговорить о массовом исходе русскоязычного населения Чеченской Республики, которое перед началом Первой русско-чеченской войны начало продавать по генеральной доверенности свои дома и квартиры чеченцам и покидать республику. Доверенности были нужны якобы в целях предосторожности и предупреждения каких-либо препятствий со стороны властей на покупку жилья людьми чеченской национальности. С покупкой жилья в Грозном для чеченцев в целом была своя предыстория. В то время, когда чеченцы и ингуши находились в высылке, в Чечено-Ингушетию было завезено население с различных регионов Советского Союза. Переселенцы быстро освоились на чужой для них территории, заняли чужие дома, получили бесплатно чужое имущество и расположились как у себя дома. После решения советского руководства о реабилитации репрессированных народов, чеченцы начали возвращаться на свою историческую родину. Между тем, люди, заселившие их дома и земли, были не готовы освобождать бесконфликтно возвращать имущество их законным хозяевам. Повсеместно начали возникать конфликты. В результате нескольких стычек русские начали выходить на несанкционированные митинги. В 1958 году в Грозном прошли протесты русских против возвращения чеченцев. Восставшие требовали переименовать ЧССР в Грозненскую область. Чечено-ингушскому населению разрешить проживать в Грозненской области не более 10% от общего количества населения. С тех пор покупка жилья в городе Грозном была осложнена всеми возможными бюрократическими препонами со стороны властей и была сведена к минимуму. Поэтому в начале 90-х чеченцы были рады тому, что им выдавалась на руки генеральная доверенность со сроком на 3 года, которая давала возможность оформления жилплощади без особых препятствий. Но наивные в своем большинстве чеченцы и не подозревали о том, что это была мина замедленного действия. Доверчивые жители республики тогда не понимали, почему люди уезжают, думая, что это происходит из-за задержки зарплат, потери рабочих мест и из-за закрытия государственных предприятий. На самом деле, предупрежденные о предстоящей войне люди уезжали за границу или в разные города по бывшему Союзу. Сразу после начала кровопролитной войны в 1994 году и начала массированных бомбардировок мирных городов и сел, лжепропаганда России средствами массовой информации начала приписывать чеченцам убитыми и ограбленными всех тех, кто покинул ранее республику, а также жертв своих же бомбежек среди оставшегося нечеченского населения республики, максимально лицемерно называя это геноцидом чеченцев против русских. В конце хотелось бы добавить, что чтобы опровергнуть утверждение в геноциде, нам хватило бы сравнения списков якобы погибших русских мирных жителей в предвоенные и военные периоды со списками тех русских, которые получили компенсации, как потерявшие жилье во время русско-чеченской войны. На этом мой вступительный текст заканчивается. Я призываю слушающих у нас гостей, участников к диалогу, дискуссии и придерживаться примерно 5 минут. Если 5 минут будут превышены, мы вас будем предупреждать.
предупреждать, в смысле, что они заканчиваются, и передавать слово следующим. Я бы тоже хотела добавить, что в 90-е и все последующие годы до Первой войны были тревожными в Чечне, то есть тотальный бандитизм захлестнул всю Россию, и это никак не могло отразиться на Чечне. Не так много и зверски, как, скажем, в Москве и в Петербурге, но все же у нас были случаи грабежей, но национальной или религиозной окраски это не имело. Жертвой криминала оказывались все русские, чеченцы, армяне, евреи, все нации, проживающие на территории Чеченской Республики, Чечено-Ингушетии. Если в России бандитизм принял тотальный характер, в Чечне это были единичные случаи. Ситуации обычно брались под контроль не только властями, но и самим населением. Люди всех национальностей организовывали добровольные дружины по охране порядка на определенных территориях. Вот я помню случай, например, мой дядя однажды защитил нашу соседку с дочкой от грабителей. С автоматом выскочил и открыл пальбу по этим грабителям. Один из грабителей был ранен и арестован нашей милицией. Раскрутили всю банду, их было 4, и только один из них был чеченец. И то со справкой из психодиспансера. Вот представляете, до чего они опускались. Помня время от времени службы ловили засланные из России банды, которые организовывали взрывы электроподстанций. Стреляли по ночам в прохожих. На следствии они давали подробные показания, кто они, кем завербованы и с какой целью засланы на территорию Чечни. Россия пыталась посеять страх и хаос в республике, и это им в значительной мере удавалось. До начала Первой русско-чеченской войны, в общем, в республике все жили, как всегда, дружно. Не было никаких расприй. Первые бомбежки Гудермеса и Грозного уничтожили в основном русское население, которое составляло большинство городского населения Чечни. Чеченцы в основном жили в селах и в загородных районах Грозного. Вы представляете? Очень много русских погибло от русских бомб. Именно от своих бомб они погибли. Вот после этого и начался этот массовый исход русских в Ставропольский, в Краснодарский и другие края России. Российская пропаганда не брезговала использовать этот факт в своих фашистских целях. По телевидению стали выступать подготовленные русские беженцы, которые рассказывали самые невероятные зверства чеченцев. Я никогда не забуду, мне запомнился один сюжет, показанный по Первому каналу российского телевидения. Такая розовощекая русская женщина в норковой шубе, беженка, рассказывала, как один чеченец в папахе со страшными усами кинжалом зарезал на ее глазах 40 русских женщин и детей. Русские пропагандисты затмевали всех Геббельсов и Розенбергов. Это был полный крах. Эта античеченская пропаганда не прекращается и сегодня. Так, например, некая Полина Жеребцова специализируется на изготовлении ядовитых помоев против чеченского народа, слегка критикуя и российские власти, но все равно она делает акцент на чеченском бандитизме, выдавая самые невероятные факты против чеченского народа. Эта мадам, кстати, живет вольготно в Финляндии и надежно выполняет задания ФСБ. Вот так вот все и начиналось, и продолжается, и все это должно быть остановлено когда-то. Поэтому подключаемся и обсуждаем. Народ всегда знает больше. Рассказывайте свои частные случаи, которые где кто видел, слышал. Birisi görmese maşlı. Мы жили
в микрорайоне был такой случай тоже. Вы сказали, чтобы я рассказал о случае. Ну, в смысле, не я, а в общем. Был случай, когда, по-моему, они в Ленинград говорили, уезжает. И вот они продали квартиру без бумаг. Ну, раньше мы помним, что творилось у нас. Но они чем мотивировались, что эти бумаги у них уже давно пропали. И вот наивный вот эта семья чеченские и клюнула на это и купила у них. Мало ли что купила, наняла машину, им все как положено, все как надо. Ихние все шмотки, все нагрузили, заправили и в дорогу, в путь до Ставропольской границы отправили. Ну, дальше вы знаете, что было. Дальше вы знаете, как они снова, значит, отказные давали, за это деньги получали, а тех дураков чеченцев, которые купили, отбирали эти квартиры. Короче, как лоханов нас поставили. Вот так бы я сказал. Как всегда, чем всегда гремел во все времена, гремела Россия. Она отличалась вот этой вот своей подлостью, каждый по отдельности, включая ихнее правительство. Ничего нового, Аслан. Дейтиш, подключайтесь. Это очень интересная тема. Надо полностью разоблачить эту ложь. Я тоже чуть-чуть подключусь, я здесь чуть занят, но я вот местами хочу включиться. Сейчас тут вот это такое прозвучало, да, там моменты, где там бандитизм разгуливал. Дело в том, что после распада вот этого советско-фашистской русской империи, да, коммунистической, которая, ну, шла, которая коммунизм, у нас, когда наше государство только вот-вот становилось, соответственно, вот это вот какие-то там бандитские элементы присутствовали, и вот как здесь говорили, что там дружины нет, бывали, да, такое тоже бывало. Ну вот я хотел бы просто с вот этой Русской Федерацией сравнить, да, то, что там происходило, потому что там на уровне ментов вот этот бандитизм разгуливал. То есть там, если вот по соотношению, что там происходило, сравнивать, то то, что у нас было, абсолютно там, как бы это мизер. Если там по статистике сравнить, вот это. Сейчас в итоге вот это все, весь вот этот бандитский режим, бандитскую систему, бандитский бизнес, это все поджали под себя уже ФСБ, как и полагалось, да, как и раньше это КГБ делало. Ну вот такой вот момент был, когда после распада вот этого совка, как бы, ну, эта система, она рухнула и разгуливала вот эта вот, как бы, бандитская среда. И вот, вот эта бедная девочка Полина Жеребцова, да, которая осталась девочкой психологически, вот у нее там где-то, она, вот то, что она рассказывает, там, вот, она просто в Чеченской республике, Ичкерия, нормально, после вот этого распада совка, более-менее обстановки, как бы выжила, да, она просто не была там в России, поэтому ей вот сложно как-то оценять. И вообще вот этот такой психологический перелом, такая психологическая травма, которую русские получили в нашей республике. Русские, вот, которые, как здесь упоминалось, не соизволили выходить из домов, отпускать дома, когда хозяева вернулись. Там еще чуть-чуть другая история, да, вот эти хозяева
хозяев, которые вернулись, их вообще-то не намечали возвращать. И вот эта мировая общественность, когда надавила на Хрущева, на них хороший, в кавычках, Хрущев был вынужден это вернуть. И они не рассчитывали, что чеченцы вернутся, поэтому вот этот вот бардак там произошел. А те не хотели выходить из домов, и вот часто такие вот эти криминальные ситуации происходили. Как бы потом хозяевам приходилось рыть землянки в итоге возле своих селений и там перебиваться там, многодетным семьям и так далее. Ну вот то, что русские пережили, да, вот они как бы титульная нация, они были в основном в Грозном, они заправляли во всех там, учреждениях, как бы на верхушке полностью орудовали, они имели там дачи, участки, машины, ну то есть это как бы их система, их жизнь, да, а вот это вот то, что там вокруг кружилось, это как бы обслуживающий персонал, вот такое вот что-то, да. И когда вот этот совок рухнул, и в нашей республике права чеченцев начали уравниваться, да, с правами русских, то есть чеченцы стали иметь возможность селиться в городе, там тоже иметь машину, там, какую-то мебель, да, там дома, там технику, пятое, десятое. И вот это вот такой геноцид, вот я его считаю действительно геноцидом русских. Вот они, вот эти обслуживающий персонал в их глазах чурки, они когда уравнялись с ними, вот это вот для них стало как бы геноцидом. Это такая травма, которую они не могут вот по сей день. Вот эта девочка Полина Жеребцова тоже ее переживает. И когда вот какие-то чурки, а вот они оказываются там в правах, там, ну там народы себя представляют там какое-то политическое своей жизнью, своим путем, свое государство там пытаются восстановить, хотят свои земли обжить, то есть свои видят какие-то на будущее там видения, да, там в своем государстве. И вот это вот все вместе в совокупности, вот это дело, оно очень действительно таким как бы геноцидануло их, так скажем так. И, короче, вот они все вот это то, что произошло, и когда им уже тоже надо было перебиваться где-то, да, там, потому что в постсоветском вот этом пространстве чуть-чуть сложновато, хотя чеченцам не сложновато, чеченцы привыкли постоянно там работать, трудиться, уже вошли в роль обслуживающего персонала. Тут наоборот, как бы у чеченцев чуть-чуть как бы вот это возникла возможность, где можно было там ехать уже за границу, что-то привозить, там, я не знаю, иметь там, ну, как я вот раньше упоминал, я сейчас повторяюсь, там, свое какое-то собственность, автомобиль, дом и т.д. и т.п. Короче, вот это очень сложно было для русских, и они вот как бы восприняли это, я сейчас не о всех, вот, я именно те, кто как бы не смог это пережить с психикой вот этой там. Вот им это все, что как бы произошло, и что вот этот Советский Союз рухнул, они в нас видят как бы вот это, ну, всю проблему, как будто бы это мы там поломали, вот этот Шушкевич, там Ельцин, кто там третий, вот эти три козла, грубо говоря, там собрались и распустили, отправили на свалку Советский Союз. И чеченцы вообще там не участвовали в этом, и их вообще никто не спрашивал. Ну вот это все они как бы на нас восприняли, что мы являемся причиной вот этих всех там, развала Советского Союза и так далее. Ну, некоторые, правда, не все там были нормальные, нет, которые тоже поняли ситуацию, там,
вовремя как бы не растерялись, там, среагировали по обстановке, там, начали тоже уживаться как-то. Вот как-то так. Я сейчас чуть мысль потерял, я еще дополню. Буду иногда вписываться тоже. Я чуть занят, но передаю Вот как бы микрофон. именно, Дейрес Хан Ибрагим, ты очень четко подметил, для них геноцидом был факт, что чеченцы могли иметь что-то свое, голос свой иметь. Потому что вот я тоже сейчас, вот слушая тебя, вспомнила, как у бабушки моей были соседи русские, она разводила свиней. Вот представляете, в жару летом какой запах стоит, и ей никто, вся улица, это был загород, за городом Грозного, и столбом стояла эта вонь все лето, потому что даже для фермеров, для скотоводов, которые содержат свиней, они их содержат где-то в отдельных районах, потому что это бывает такой специфический запах. Там не запах коровы, барашков, а свинья, это же вообще самое вонючее существо. И вот ей никто не мог даже возразить. Она одна жила, одна единственная семья на этой улице, и то потому, что это загород был, все русские жили в центре. И ни один чеченец, ингуш, рот не открывал. Терпели всю эту вонь, этих крыс. И когда кто-то там вот просто откроет, вот ой, как вонь, она начинала, раскрывала свою варюшку, как говорится. В общем, полностью было все ихнее. И как четко подметил Ибрагим, это они жили спокойно, пока у чеченцев не появились маленькие хрупкие права. И вот тогда они начали геноцидиться. Кто-нибудь может еще добавить? Муса, Не хочу вспоминать, потому что жуть, сплошная жуть. Ну, сделай для нас исключение, вспомни. Да что вспоминать, там сплошь беспредел был, страшный беспредел. Даже в отличие от соседних республик, там, ну, в Дагестане вообще они всю жизнь процветали, их не выселяли, их, наоборот, окучивали, там, создавали им условия. Вот. Осетины вообще в тепличных условиях жили. Даже ингуши зажили так более-менее. Почему-то советская власть их очень миловала. Вот. Муса, у нас тема именно вот как это самое, как они преподносят всем мировому сообществу и самим себе вот геноцид, что их геноцидили во время, в 90-е годы. Я понял, я сейчас. Ну и правильно, вот вы, Ибрагим правильно сказал, других я и не застал. Правильно, русские это как-то болезненно, очень страшно болезненно восприняли. То, что чеченцы стали проникать потихоньку во все сферы там, общественной деятельности, производства. Вот у нас же в Грозном были производства и учреждения, куда не пускали даже чеченцев даже на роль уборщиц, на роль сторожей. Вот, строго-настрого. Это научно-исследовательские институты, вот, знаменитый наш узел связи. До 90-го года там абсолютно ни одной чеченской ноги, вот там 1-2 человека чеченцев работали в этом узле связи. Вот, ну и то неизвестно, что это были за люди, почему им позволили там работать. Вот, так что, ну, все вот такое дело. И для русских это было нестерпимо, конечно. Как это чеченцы могут занимать какие-то места там и так далее, да? И они трудно переживали это. Вот. Но говорить можно много.
Я послушаю, ребят, я вас послушаю. Хорошо, спасибо большое, Муса. Я еще бы хотела, я сейчас вот вспомнила, слушая Мусу, вспомнила, как во время войны русские, которые проживали в Чечне, которые остались, так вот, они, в общем, когда бомбежка прекращалась, они занимались еще мародерством, вывозили вот по соседству, кто жил, они знали, где у кого какая живность у чеченцев, и прям вот грузовики вот в эти вот несколько часов передышки между бомбежками, они прям вот загоняли грузовики и вывозили все мародерством. Сами местные жители, которых якобы мы геноцидили, средь бела дня занимались мародерством, вывозили остатки добра. Да, совершенно верно. Вот я сам свидетель этого. У нас по соседству 2 русские семьи. Ну, там, видимо, наши какие-то организации все-таки добились как-то выбить. И с комендатуры там приходили вот эти наблюдатели. Потом еще какие-то из организаций люди там бывали. И как бы мы выстраивались в очередь, заходили потом по очереди к ним в дом, да, к этим русским под наблюдением, и искали каждый свои вещи вот у этих мародеров. Ну, надо отдать должное, не все этим занимались. Вот у нас именно рядом, которые русские жили, они как бы, за ними не было такого замечено. Вот чуть подальше, там по улице, 2 семьи, 2 дома, вот у них, ну, тоже так хорошенько смотреть не давали вот эти вот военные люди, да, которые там были. Это вот между 2 войн, не между 2 войн, а вот во время Первой войны такое, когда город уже был сдан, да, русским, и там ихняя комендатура, вот это вот все установилось. До 6 августа вот такое вот было. Ну, время войны, Духас, первый там был. Вот на этот период я вот свидетель живой. И потом этих русских никто не убил, не трогал, не бил, там ничего, как бы. Даже после Первой войны они там проживали, их как бы, да, уже презирали ли их так люди, но никто их там не преследовал, такого вообще не было. Не было. Да, говори. Я 79-го года рождения, я ходила в садик в городе Грозный, город Грозный, и в моем садике со мной я и одна девочка чеченка и один мальчик чеченец, остальные все были русские, все дети были русские. И это был круглосуточный садик, так как моя мама работала на нефтеперерабатывающем заводе, и мы жили по проспекту Победы, 4 тогда помню, Инц проспект Путина, иначе свои. Вот. И я очень хорошо помню это время, потому что в это время в садике мои воспитатели, русские воспитатели, они мне просто испортили детство. Я все-таки скажу на камеру, мне пришлось лежать в больнице, 7-й горбольнице, я помню, 7-я горбольница. Я на нервной почве начала мочиться в постели из-за того, что из-за ихнего авторитарного воспитания в садике, из-за этих воспитателей, из-за ихнего отношения ко мне. И я помню точно, что другая девочка тоже чеченка, она тоже постоянно плакала, я плакала каждый день. Ребенок, если плачет, он, когда родители его отводят в садик вначале, пока мама не уйдет, если он плачет, это нормально. Если ребенок целыми днями в садике плачет, то это ненормально. Вот такой отпечаток они оставили в моей жизни, русские воспитатели. И я помню, большинство, не только большинство, во всех почти группах, в основном
больше, 78% было русских детей, остальные чеченцы. Вот. И они занимали действительно самые хорошие места, самые руководящие места. Я помню, как мама, у нас двое девочек, брала нас за руки и ходила к одному начальнику, я его имя и отчество точно очень хорошо помню, Петр Петрович, добивалась квартиры тогда, чтобы и только перед войной она все-таки выбила эту квартиру, и то ее разбомбили. Вот такие воспоминания у меня в эти времена. Марка. Спасибо за эту историю. Это так и было. Они нас даже... Чечены, алар царваях. Вот чечены, вот чечененок бежит. Да, чечененок, вот, Валентина Петровна называла. Вот, чечененок. По рукам линейкой била. Да, помню. Такая у них была любовь к нам. Да, Вистхил Аслан Маршалов. Я хочу тебя успокоить тем, что сейчас я расскажу свою маленькую историю. Значит, мы жили в Калинине, там родился, учился, младшие классы. В общем, ну я в классе Это поселок один... Калинина, ты говоришь? Нет, это Калинин-то, это сейчас переименовали Тверская область. Я думала, поселок Калинина в Грозном. Так, продолжай. Нет. И там, значит, я один в классе был чеченцем, больше не было. Там даже близко 200 километров не было чеченцев. И, может, было, но я их не видел. Хагвард Новча, Новча Гича, это был праздник, это вообще мы закатывали праздник, гость веч с проездом. В общем, в школе учился, и вот учителя, педагоги, да, вот это был шок для меня, когда меня вызывали к доске, вот там некоторые учителя, сейчас я скажу, по какому они были, по не помню, в общем, это неправда, но 3 учителя были, вот я даже имена не помню, уже давно это было. Вот они меня к доске звали как Черномазы, вот сразу вот фамилии, не имя, фамилия называли, а вот Черномазы к доске. И вот весь класс, вот просто это праздник, смехом, вот смеются все, ну я к доске, конечно. И вот, и так продолжался, ну уже дошло до того, что это как бы в привычку вошло. И каждый вот, когда опять-таки черномазы там или черныш вызывали к доске, и уже никто не смеялся, уже знали, твердо все знали, что это меня к доске зовут. И вот это был из первых, значит, стрессов. Я не понимаю, почему я родителям это не рассказывал. Вот никогда не рассказал я это родителям. И так они с детства еще, да, вот травмировали. И потом еще бывало такие травмы, что с ребятами играемся, бегаем по поселку, бегаем, все. Вот выйдет этот хозяин, например, все заскакиваем в чужой двор, бегаем там, играемся. Вот именно меня там как бы обзывают грязным, прогоняли вот с двора. Вот именно меня. А те русские, конечно, бегали, играли. Вот этот все стресс, все это ненависть к русскому, он накапливался все больше и больше. Даже вот когда после перемены уже подстрекали, что побить меня, вот, парни русские, вот, когда урок заканчивался, вот эта кучка налетала на меня. Мало ли что, с пацанами я дрался все время и каждую перемену.
А вот именно вот это девчонки свои тяжелые портфели по голове вот все время вот били. И что удивительно, когда учителя, когда поранят меня, вот учителя, когда начинали разбираться, вот технично все беды, начинания этих бед, хулиганства приписывали мне. И на линейке директор меня как бы не по имени, ну по имени называл, но прекрасно вместо А он О ставил. Вот товарищ Ослан умудрился сегодня, и вот такая коммунистическая речь, вот перед 700 этих учеников поставят. Ну, вот так все это продолжался, рос, вот все это каждый раз, и вот это оскорбление, все. И вот так приехали домой в 92-м, выгнали нас оттуда. Все отжали, то, что в коммунизме накопили от сквашюка. И voilà, спасибо от них мы получили. И, конечно, дома тоже достали. Очень здорово достали дома тоже. Вот что приводит русский Иван, к чему приводит. И они как Рубцова, как ее-то, не, подожди, как ее-то, эта девчонка... Жеребцова. Жеребцова. Жеребцова умудряется в 9-летнем возрасте писать такие поэзии на чеченскую тему. Что она видела 9 лет? Да, ее травмируют, я понимаю, все ее травмируют. Но это же не мы Ее ее травмировала травмируем. зависть, да, Лылакбаш. У них же генетическая ненависть к нам, Да, великий русский это, народ. да, именно я и подчеркивал в своем начальном школьном разговоре, генетически они вот поступали так. И вот это, как она в 9-летнем возрасте умудрилась столько желчи накопить. Я не понимаю, это откуда эта желчь была. Что она видела? Она подвал только могла видеть. Только подвал, когда ее бомбили русские. Вот что она видела. Ну, я считаю, что ее официально надо вызвать, поговорить, поставить точки над «и», разузнать, где какие факты она может провести в 9-летнем возрасте. Все надо с ней поговорить, я думаю. Официально уведомив, значит, мэрию, надо с ней поговорить, надо знать, о чем, откуда такая информация у тебя, откуда они поступают к тебе такие информации. Все надо разоблачать, работать, не спать, и надо узнавать это дело. Баркал я все. Спасибо, Аслан. Кто-нибудь еще хочет высказать? Интересно, я еще добавлю, вот интересно, вот наши люди помогали делать русским отказные. Вот, например, моя мать дружила с вот этой русской, там по соседству у нас женщиной. И я вот помню, они отказную сделали. Они продали хорошо соседям своим свой дом, сделали вот эту отказную. Ну, даже чеченцы вот им помогали сами, говорили делать отказную. Типа вот эта власть, да, там постсоветская, советская, из-за того, что как бы к этой власти мы всегда относились враждебно, потому что она была нам враждебной. Мы ее воспринимали враждебно. Вот, К нам враждебна любая власть в России. Они да, же... да. И им как бы, ну, помогали, да, подсказывали, можете там отказные сделать, типа высосать там из них соки. И они вот этим занимались, а потом вот эта женщина, я помню, она вернулась. То есть это вот ниже следующая нас улица. Эта женщина вернулась. Короче, они не могли там прижиться. Она еще жаловалась, их чечены говорила, что называют там. И, короче, там как бы хорошее какое-то место у них не получалось взять.
хотя по нашим расценкам там нормальную сумму ей заплатили. И вот, взяв вот эту отказную, они там, короче, прокидали эти деньги еще. И вернулись, потом просили их принять. И я помню, вот эти, которые у них взяли, они их на время там, как бы в этом же дворе, в маленький домик, им самим, они же там кого-то женить хотели, там, родственников своих, там, по соседству, чтобы жили. Ну, как обычно, вот чеченцы там, близких рядом, как бы пытались, чтобы проживали там, к себе подтягивать. И вот эти вот вернулись, и там маленький домик они выделили, и вплоть до войны. Потом я уже не знаю, во время войны, что там, как, вот так вот, такой случай тоже вот я помню. Ибрагим, а во время войны я знаю, что было. Они все сидели и в ночи подвалах, чеченцы их с собой загребали в подвалы, кормили их, этих неблагодарных тварей, которые житья не давали никогда, ни в какие времена. Чеченята, звери. Я помню, один двоюродный брат заступился за русскую девушку, стукнул парня, и у того кровь из носа пошла. А проходят мимо русские женщины, звери, чечены. Вот представь, свою же русскую защищают от своего русского. Муж ее колотил, что-то на улице делал. И все равно им было наплевать, они не разбирали. Лишь бы и чечены, и альча, да, Аллах. И вот эта Жеребцова Полинка, она тоже, видимо, не вот такой ситуации, там, как бы с ней не повезло ей, скажем так, да? Потому что эти же их насильники, мародеры, они же русских тоже гнобили там, когда уже захватывали вот эти территории, захватывали альчи, когда там территории оставляли наше сопротивление, они уже туда, как эти шакалы, как бы захватывали эти места. И вот самих же русских, в основном в городе Грозном, вот действительно, это тоже можно было бы расследовать хорошенько, да, вот можно это считать геноцидом, если они бомбили полностью, потому что в основном в городе Грозном пострадали, ну, может и не в основном, но очень много русских пострадало, да, именно от этих бомбежек, от вот этого, потому что наши там как-то пытались в селах, родственники там переезжали туда-сюда. Эти там надеялись, сейчас наши там русские ребята придут, они нас не тронут там туда-сюда. Вот примерно с таким намерением. А те-то там полностью всех подряд начали гасить ковровыми своими бомбежками. И вот поэтому русские там очень многие пострадали. Я не знаю, это можно геноцидом называть, когда русских гнобят? Я хочу добавить тоже. Можно? Конечно, присоединяйся, говори. Как очевидец того времени, те русские, которые занимали солидные поста, как жители, то бишь обкома, они массово выезжали к концу 89-го, начале 90-го года. Вторая волна была уже 91-й. К 92-му году остались одни нищие и старики. И вот вам это ни о чем не говорит. Они были предупреждены. Война была уже заранее запланирована Россией. И вот и сейчас поговорим про стариков, которые остались. Вот я на своем опыте, у нас было 3 семьи русские, и каждый чеченец кормил своего соседа. И кто чем мог, мукой, рисом. И я помню, они выходили, плакали, они же в лицо подхалимы, только за глаза чечены. И вот плакали: спасибо вам, мы наполнили свои свои подвалы вашей едой. У них действительно были мешки риса, потому что каждая семья чеченская им носила что-то. И вот уже делайте свои выводы.
Да, совершенно верно. И такое были. Кормили, поили. Но там было две категории русских. Одна категория оборзевшая, которая прям в лицо говорила, чечены. А вторая, это которая только за глаза. Ты права. Еще кто-нибудь хочет присоединиться? Ватсон, Бывший я конечно, уверена, у тебя есть... кто это сказал? это я сказал. Бывший конечно, Да, Маша Везин, да, Ролл. Везин. Вистхил. О, Машвал, Антон Куда Шибу. что Дел Машал Хил, куда что мог айл эрдай, что мосо. Да, Бухастам. Хамугу. Дикву тару дел и этом бу. Тем бушусун кузчу разгай уже адуем. Ну, я хотел бы, чтобы это раз мартадично, ну так, огульно я, конечно, не обвинял бы, думаю, всех русских подряд под одну гребенку, конечно. Раз, саа хума, егергло, да, саа хума, да, цедуем, церц, уйра, саа хум, да, согала, вина укина усадуем, дух процентов 70 кучу хайлер, асланс эйлер, саму эйлер дуем, я сам зудрах саму эйлер, процентов 70 раз бертха школа дуем. Хотя дух ногчи бертха поселка аштуем, амма дух раз бертуем. Ну, я не встречал, по крайней мере, за 10-11 лет школы дуем, я не встречал какой-то агрессии дуем со стороны, например, учителей. Да, были отдельные моменты, например, что зимой лучанах, где-то в конце 70-х годов, начало 80-х годов, мы ехали как-то в автобусе, с кем я был. Не говорите на своем, короче, элюсу, шоздуем. Я это помню четко. И когда подростком был, где-то уже начало 80-х годов, где-то во дворах мы бегали, а наш поселок, он стыковался с этажными домами в городе. И мы как-то бегали, правильно вас выселяли, по делам вам Бог, там, в таком тоне, я это помню, правильно вас выселяли Бог. И так далее. А так я какой-то агрессии среди нас шорт газки бар ашту тонюк учителяш ногчева цагалга я единственная учительница вот ёхка школа. В этой школе около, я сейчас могу ошибиться, но 2 смены учились 1500 детей в этой школе. Одна из крупных школ была. Даже в Грозном, по-моему. Просто не хочу называть номер школы. Со стороны учителей я никогда не видел агрессии. А среди учеников, да, были такие моменты, что они между собой водились, а с нами не хотели общаться, якшаться. Да. А драки были, с пацанами были, да, драки, но не национальной почве. Просто так, что там, что-то так. Так дружили, огульно я бы не стал бы обвинять, да. Ну, процентов, да, преобладающее большинство, переселившихся вот этих русских, которые со времен выселения, депортации нашего народа, и как их заселили, да, они какие-то более нагло себя вели, да, были такие моменты. Но что-то огульно я бы, конечно, так не говорил бы. Я много вижу тут агрессии в сторону русских. Ну вот все, что ты перечислил, это прям типичная открытая агрессия к нашему народу. Агрессия, но она же, я понимаю, но не 90% таких людей. Ну, момент. 98%, не 90%. Ну, я со мной не было. Я всегда сразу шнюковина у кина у кедегду ханан сразу шнюк бал бина у эрмло шнюк жукти шнюк и году центра конец 60-х, начало 70-х годов ханан даже амцахл далаха на почетном классе месте Ертханан. С 18 лет она работала
в сфере торговли. Абсолютно хадасым цаалу, никогда в жизни не говорил. Хадас был именно... Вайгылкдош, Нахмаду, мы всех воспринимаем такими, какие они есть. Это в нас, наш нохчело, не отнять у нас. Поэтому мы этих тварей принимали как людей. А они нам вслед говорили: мало вас Сталин перебил, мало вас чечены проклятые. Да, я не отвечаю. Сосед напротив, вместе шашлыки жарили. Пока трезвый он бывал: ой, вы это, то... Напьется гадина и начинал: чечены проклятые, мало вас Сталин бог, да, лалакбарш. Поэтому там не промажешь. Не, я понимаю, но мы, Хажар, что хочу дуку кел нахбус, сам хочу яхата шикобу талвела. Давайте не будем быть такими, как они. Давайте не будем равняться на свиней. Если свинья к нам по-свински относится, не будем также по-свински. Мы будем более человечны, более благоразумны, более выше, чем эти классы. О тех, о ком мы говорим. Я не думаю, да, мы должны помнить, мы должны знать, от кого это идет, вот это завистью сердца. 80-90% завистью в их характере, генотипе. Когда его черный душен, что да, мы это встречали, мы это знаем, но не надо, лучше не говорить, они сволочи, они свиньи. У нас сегодня тема такая, мы, я понимаю, я понимаю, тема такая, но давайте не будем... Мы озвучиваем то, что было, ничего нового, ничего. Я понимаю. Заза, Сюридик Холостюк, дети туш, как раз продолжение или поддержку, или прояснение Аляски. Хорошая история могу рассказать. Князь, Тесла хотел сказать что-то. Сейчас сначала Тесла скажет, потом ты на очереди, князь. Прошу не перебивать, дать высказаться, потом ваша очередь. Я хочу просто добавить, каждый высказывает свое мнение, мы не можем кому-то указывать, не говорите так и не говорите сяк, Боже. Если большинство говорит вот так, значит, тренд идите, короче. То есть это даже чисто, чтобы это проверить, мы должны каждому свободно дать высказаться. Управлять има али, али, бо из-за цензуры, хульцуна уже. Антон, это люди так говорят, короче. И ты можешь против них возразить, и что не стать свое это мнение. Но има али, бош, управление, что хули, короче. Они тогда в штыки воспримут и начнут в ответ тебе говорить. Что касается русских бойцов, что-то непонятное хумду, потому что речь не идет о каких-то бытовых, как примеры, правильно мы приводим, я тоже могу таких примеров привести, но отбитый, яцан малей, датчун, военный колониш бушун. Все русские, армяне, которых они там навезли, кого там еще нам завезли, разные администрации, повторяешь, он цакета, военный колониш бушун. Они даже для партизан законной целью считаются. Они незаконно находятся на территории оккупированного народа. Поэтому статус сюда, как будто вот по нашему невежеству, по ногче мы сами их статус какой-то даем, и потом это как будто это мы к ним пришли, там, или мы поделили, и мы там на остров где-то высадились вместе, и что-то там живем. Нет, это военные колонисты. Это как раз воспринимали бы там Шейлат Хабяхкан, оккупант, например, Охцан Сабиш, немцы будет там во время войны, например. Представьте, они сидят и разговаривают, там один раз этих немцев защищает, другой Олар царь войны, и ваш Олар царь больше, царь и дюйцер, да, царь шунтует. То уж бушен, они на положении этих оккупантов-агрессоров. Военные бешбаля, это все обслуживающие вот эти военные городки, которые у нас были, или заводы, которые на них работали, теперь обслуживать дальше.
юшуны, структуру юшуны. Это даже законная военная цель. Поэтому мадийцер статус это военные колонисты. Кацан циматы гаски бариш, нядин бариш, насильно валин вацариш. Они законного, помародерить, они не только нас, они многие народы, которые выселили, уничтожили там Российская империя, туда их... Если бы мировая общественность на них не надавила бы, там бы еще не факт, что вообще возвратили бы. И сейчас мы были бы полностью отрезаны. То есть шанс церкви вернуться. Представьте, да, шанс... И еще, вы, короче, цадуете, вы претендуете предъявлять цадой, типа, аяхкам, битах, уже радиали, уже хумш дейца. И противоположная сторона, если она себя так не ведет, то вы аудлиш лахиш душу. И гуржи будет, будет совершенно кучу. Потому что вы оташбатываете против нас пропагандиш. И в результате в конце выльется это, что царь шико поколение воспитать ее и пропаганду или ненависть. А вы ответки ответный аргумент. Маяти, значит, они полностью виноваты. Вы не пусть царь. И раски непрерывно действуешь, душун царь лит, малейший царь дирхум дуй, рачу действуешь, душун, по полный, и диршун царь, ишли доршун, царь бити датшун, мы в данный момент в их оккупации. Это, как говорится, давайте не будем вести информационную войну против врагов, которые нас 200 лет геноцидят, и до сих пор геноцидят, оккупировали, еще в Украину нас бросают. То есть, а уж конкретно нах вы там, да, это бытовуха, да, хорошие русские там были, плохие русские, не очень хорошие, разные были, как и весь народ, наш народ такой, точно такой же, у нас тоже есть хорошие, плохие, совсем сволочи, совсем хорошие, но здесь речь не об этом. Сейчас ситуацию еще военный колонист пошел, то есть военный колонист, он пришел на чужую землю, уселся и выступает в качестве поддержанца этих оккупантов-узурпаторов. Автоматически. Дикса говоря, и бяхки, типа, короче, родился он русским в России, его там послали, там, или сам приехал, или захотелось переселиться, или еще что-то. Он не играет никакого значения. У него такой статус. Военный колонист. Я лишу. Вот шикарно ты просто подметил. Военный колонист. Я просто напомнить хотел тоже, что мы эту тему сегодня завели тут не просто потому, что мы хотим... Можно? Сейчас, на очереди. Сейчас. Мы эту тему тут завели не потому, что мы там пожаловаться, там все такое хотим. Дело в том, что ведется пропаганда, и не обеляются, а оправдываются русские за эти две войны, за это кровопролитие, именно вот такими утверждениями, что в Чечне был геноцид против русского населения. Вот представляете себе, выстроена система апартеида в Грозном, в столице Чеченской республики. Люди не могут даже на нормальной позиции устроиться работать. В Грозном ограничено, сколько людей может поселиться, чеченцев или ингушей. Нас называют, там, где-то позволяя себе пренебрежительно нас называть. Язык изучается в школе как иностранный. Там, я по себе помню, даже в моем детстве было там, 2 урока за неделю. 2 двойных урока за неделю было. И вот эти люди еще утверждают, что мы у себя геноцид русских устроили, и поэтому им пришлось как бы начать эту войну и вступить в конфликт, понимаете? Это где вы можете на Ютубе почитать, там, где постоянно эти боты работают, и вот эту мульку закидывают. Мы сейчас отвечаем на эту мульку. Мы тут не о том, что конечно, есть во всех народах и хорошие, и плохие, об этом сомнений быть не может. Тут не о том, не о генетически плохом народе. Тут о нашем конфликте говорит. Мы государство, которое было захвачено, оккупировано, и как сказал Тесла, это военные оккупанты, они захватили нас, поселили свое население там, полностью язык убрали и все такое. То есть надо понимать, зачем мы эту тему подняли. Все, сейчас на очереди Лейла была, хотела сказать что-то, и князь хотел что-то добавить. Придерживаемся очереди.
Я сейчас не помню, кто из вас первый был. Князь, первая была Лейла. Пусть Лейла, все равно даме надо уступать. Князь Бехмадыла, ты будешь следующий. Наверное. Я хотела сказать просто, тема-то у нас сегодня вот именно по этой теме говорим, поэтому каждый, я думала, ну, вообще то, что я видела, это все 70%, это я про 70%, везде все рабочие места, все занимали русские, и мы были гостями на своей собственной земле. Мы были гостями, мы были как бы гости на своей собственной поставленные странице. В угол. Гости, которых Да, поставили в гости угол. своей собственной страницы. Но с другой стороны, я с Антоном немножко согласна. Просто сегодня у нас тема такая. Если у нас будет тема, какие хорошие были учителя, там, русские учителя, да, у меня есть тоже примеры, такие же примеры привести. Но еще один момент, если бы мы... учителя поехали бы работать там в какую-нибудь область России и там начали бы обзывать русята и называть тыквой, беломазом или как там еще как-то, ну не знаю, у меня вообще такое не укладывается в голове, что на ихней территории, на нашей территории, на нашей земле нас так обзывали. И к тому же запрещали говорить на собственном родном языке. Я эти времена тоже застала и помню. Да мы до такого и не додумались, Лейла, потому что мы же свободолюбивые люди и ничью свободу не притесняем. А это рабская нация, всех хотят поработить. Спасибо, Лейла, очень было приятно тебя услышать. Князь, князь. Микрофон, князь. Ну, ты, конечно, очень категорично, Зас, но в первую очередь я в 79 году уехал с Кавказа вообще. Мечтал в конкретно городе Ютриацас. Где-то, наверное, на майский праздник 4 года, 70-е годы еще там, Грозно. Я с одним кумыком, с друганом, в трамвае, кажется, или в трамвае, кажется, ехали. И мы с ним болтали по-кумыкски. Так, сказать, это махайк не? Аж хадит ручак, шейма там адис бош. Говорите по-русски туда-сюда. Вот Самохин, вы сколько здесь живете? Я здесь родилась. Азбо, я тоже родился здесь. А этот гость ко мне приехал с Дагестана, кумык. Я с ним разговариваю не на чеченском, не на русском, а на его языке, на кумыкском. А вы здесь родились и до сих пор даже не научились не то, что говорить, даже понимать чеченский язык. Так где бескультурье? Я или вы? А мы пацаны, что там, 13, 14, 15 лет. Весь трамвай, как одобрительно на нас начали там говорить, и как начали на нее. И русские, и не русские, короче, все, как говорится, наезжать. Ну, это такой один момент интересный. А второй момент, в 93-м году, в 92-м году у нас КПСС развалился, я в 93-м году прилетел, и из Минеральных вод на такси, всегда ездил на такси до Грозного, до дома. А таксист попался русский вообще мужик. А я тут по телевизору наслушался, постоянно дүйшляш мыдыр, гаской бойш бу, гаской лелхош бу, гаской где что бош. И как-то ехали, долго, 5 часов ехать, все равно же тема, коснулись этой темы. Я так осторожно, не хотел даже касаться. И он мне так четко сказал: слышь, говорит, земляк, это, говорит, здесь они русскоязычные. У вас они, говорит, партократы. Они, говорит, здесь лишились всего, сейчас уезжают в Россию, и там кричат, что русских обижают. А среди, ты посмотри, среди этих русскоязычных, практически русских-то нет. Там и армяне, и евреи, и русские, и чеченцы, и ингуши, и кого только нету. Просто они там называются русскоязычные. И я, в принципе, как-то уже успокоился, и когда уже у себя
значит, кто-то касался этой темы и как начинал, ну, в смысле, уже нападать на них. И даже как-то лет 20 назад сидели у меня во дворе. Ну, у меня там бассейн, качели, там барбекю, все это самое. Профессор, она уже покойная, всемирно известный профессор, сидели, и так она у меня куратором всю жизнь была. Ну, так дружили хорошо. И эту тему тоже коснулись. И она же тоже телевизор постоянно смотрела, что-то тогда смотреть возможности не было в интернете, и тоже ковыряться, хотя уже интернет был, но все равно ей некогда было заниматься этими вопросами. И коснулись, Азбо, вот смотри, если будем рассуждать по конкретно какому-то человеку, кто-то там у вас украл что-то, или что-то там ударил, или обозвал русский, или там, не знаю, француз, разница. Если судить так тоже нельзя. Азбо, оженец, у меня по соседству вот это, алкаши, наркоманы, и вот один только нормальный сосед, как брат мне. Из 10 один нормальный. Как мне сейчас судить о русских? По этому, как брат мне, соседу, или по этим наркоманам, или алкашам? И она после этого даже студентам всегда рассказывала вот этот пример отношений вообще, что так вот относиться нельзя. И в этом же плане просто перед студентами как-то, когда выступал в госуниверситете, там выступление там в интернете, все это по телевизору, оно есть выступление небольшое, минут 20, кажется, передача, а так часа полтора мы студенты будущие журналисты. И я им сказал, я писатель, ученый, чеченец, там, можете любые вопросы задавать. Я даже учился, говорю, на вашем факультете когда-то, там, за 2 месяца до гласности выгнали. На журналистике, говорю, это самое. Так что я и ваших преподавателей, и деканов всех знаю, все это. Ну, разговорились, и один парень задает вопрос. Вот в Чечне все-таки русских вот убивали, там, выгоняли. Да. Вот, сначала Дудаев убил свою жену русскую, потом за остальных взялся. Этот пацан. Как так можно было? А там девчонка, видать, или дружит он с ней, или так в хороших отношениях. Как ему, так сказать, по затылку? Ты что, говорит, жена Дудаева живая? А как так? Все поняли, он один понять ничего не мог. Даже допустить не мог такое, что Чечне не убивали русских. И там начали, как эти же студенты на него. И все, думаю, дальше мне даже не надо ничего рассказывать. Таких случаев очень много было. Даже здесь, когда вот даже сработало с 94 года, так скажу, не хотел говорить, где я работал, но в системе МВД на хороших должностях нас было 4 человека в миллионном городе, за 1 миллион населения. И всех на хороших должностях, и, в принципе, почти что по всей России лучшие были. Все 4. Всех 4, в принципе, уволили. Уволили очень некрасиво. С такими, так сказать, с таким шумом сильным. Но меня-то хоть через 2 месяца там приходили 4 раза, приезжали, вернись. Но я вернулся, ладно, работал дальше. Но в итоге, год назад мне пришлось уйти. Я руководил городом, этим миллионным, а краевым у меня, так сказать, прислали с другого региона человека. Он первый же день сказал, я с чеченцем работать не буду. И начал такие подлости устраивать. Элементарно, утром выхожу, 7:30, за мной машина приезжала. Уже без 15:08 машияц. Звоню водителю, трубку не берет. Так элементарно, просто не то, что мои подчиненные, даже начальник края, это самое, мои так шефы, начальник отдела кадров, начальник отдела начали мне звонить, что соводитель, шеф Щукайкан, Арволич Вац, Машионда Юриацал. Князь Бехмалилла, мы далеко что-то ушли от темы, мы говорим про геноцид.
И каждый участник должен говорить 5 минут. Просто мы очень рады тебе, у тебя был очень интересный рассказ, поэтому мы тебе дали говорить больше 5 минут. Сейчас будет следующий участник, и потом опять подключишься. Это очень интересная история, и докончишь ее. Точка на зеленом фоне хотела говорить. Говори. Больше всего меня удивляет то, что вы оправдываете терроризм со стороны Израиля, Америки и Я Да, не знаю, очень интересно. когда тут, когда кто Нет, тут, у нас тема не терроризм. Терроризм в нет, Чечне и в России. подожди, никогда Давай тут вперед, никто, Владимир Путин. никто никакой терроризм никогда не поддерживал в эфире, да? Эта группа, она накинула какую-то, как сказать, на вентилятор и идет дальше. Никогда эта партия не поддерживала никакие террористические акты, никакие агрессии против мирных жителей и все такое. Точка на зеленом фоне, у тебя очень плохо слышно, тебе надо или громче говорить, или с микрофоном что-то сделать. Сурхо, я это чуть-чуть хотел бы добавить, если никто больше не будет говорить. Там высказался лучше. Я чисто за тонкость хотел добавить. Вот распался Советский Союз, и Берегаска Боритига был, это вы Светпин приехал, Абяхкан Букыш. В 44 году нас, короче, на смерть отправили, ссылку. Они зашли 99%. Только теперь Беш уже там хрущевские времена, Брежневские, Беш, Доцеш, так они все 99% бушбушоны. Да, как я уже говорил, военные колонисты. Но, например, лошу, украинцев и литовцев возьмем. Как только Советский Союз распался, литовцы сказали так, кто до этой оккупации 39 года или 40 года жил автоматически гражданин Лошу, а вы либо емот амин там экзамен штейцади, литовский там, или знаю, латышский язык учить, или эстонский, и становитесь через какое время гражданами. Либо оставайтесь российским гражданином, живите по визе. И хаски все там, большинство выбрали в Литве по визе, а ирбушаш, то русские граждане, что то он леца, лешуваш, фаганы, литовские, они тингша царь. Представьте, они просто остальных граждан лишили их возможности быть литовскими гражданами, Джо условишь литинаца. А вы, когда мы распались, Советский Союз, Эрдоч, мы раскошики, нешим гражданство, лауреат. То есть мы вообще им претензий не делали. Хотя по статусу они такие же, что они в Литве оккупанты, что они у нас оккупанты. Будешь. После этого 40-го года хабяхнеш, точно так же мы после 44-го года хабяхнеш, вы автоматически, как цивилизованные литовцы, точно так же их прессовать начать должны были. Аж без экзамен ждать. Есть, а кто вообще не жил, должен уматывать, освободить, короче, хаях, потом, собственно. Как в Литве поступили? Да есть, да? Мы очень так. И иллюстрацию еще, насколько вы ногти мы прощаем, настолько мы не националисты, настолько мы индивидуалисты, за ведьмами не охотимся, факелчи, я царской боющий, омшливший. Да, криминальный бьюхом шуй, ну как, это не поживи 200 лет с Россией, у вас не такое заведется. Это понятно. Еще пример Гойч у нас чисто украинский. Крым, после того, как Раскаш, Крым, Хаяхпач, они туда там много русских заселили. 300 тысяч, говорят, или 500 000 где-то уже, после уже 2014 года в Крым приехала и поселилась. Ашун и Лошун, я не знаю, Кюгдуах Петр Душин, если вы не увидите, если вам не покажет, как поступает с военными колонистами украинцев, Крым, Хаяхпач, как они оттуда будут гнать. Так, Амельдуч. Вейсон, еще цадеш, что цадеш, Вейсон, очень. Пример говорю. Как вот, так ты был тут до 2014 года? Уходь. Нет, не был. Так, вещички, чемодан, вокзал, аэропорт, причал и
вперед русню, либо их пробушен, даже захват, шун гойтер душню, некоторым и сажать могут людей. То есть царь пример продемонстрирует. То есть из всех вот этого Советского Союза угор мягко, мы отнеслись к русским. Да, криминальный. Много чего было, разгул криминала в 90-е, это по всей СНГ был. В Москве и в Петербурге особенно. Но если взять в целом, отношение у нас было самое-самое к русским. Представляете, больше всех мы пострадали от них. И у нас меньше всего агрессии к ним было после распада Союза. Нам нас дурят, пытаясь нам повесить это. И наперсток, что да, русские. Они, кстати, эту тему до Первой войны не говорили про геноцид русских. Она появилась между войнами задним числом оправдать. То есть, да, про Среднюю Азию писали, а про Чечню так и что. Это задним числом придумали уже. 96-й, 7-й, 8-й, 9-й. Это схема Юазбюль Бершун, 2000, чтобы оправдать вот эту войну, бомбежки, там, убийства. Это схема придумать. И следить, конечно, за этим газетами. Все, Валишин, были, что много времени занял. Тесла, ты Точка середину истины, Тесла. держи. Кылита, спрашивай. Середину всегда держи, все будет хорошо. И я бы коротко хотел бы упомянуть здесь, в связи с упоминанием Жеребцова и там прочих нелицеприятных личностей. И, значит, ситуация была такая. В начале 90-м, 91-м, после объявления независимости нашей Родины, и вот начало вот этого вот беспорядков на территории постсоветского пространства, значит, хаос был по всем регионам. А в России непосредственно, где в глубинках работали и жили представители нашей национальности, они приобрели какое-то жилье, там построили, работали простыми там. Вот тут один начальником каким-то работал, да, человек там, мэром или кем он там был. А люди работали там в основном простыми, там, тружениками и так далее. И вот экономно, потихонечку наживали какое-то имущество, строили добрые дома и так далее. И вот в начале 90-х я бы хотел упомянуть это, подчеркнуть, и чтобы вы вспомнили, что почти в каждое село нашей Родины привозили трупы из России в 90, 91, 92, 93 подряд. Привозили трупы, и вот там находили поводы, все основания, наверное, какие-то были и без оснований. В общем-то, конфликты закатывались с нашими земляками. Их там выселяли, кого убивали. Некоторых убивали. И вот в этот период волна, реакция какая-то была, да. Там так незначительно. Там мы же уже раньше в передачах говорили о том, что там преступников в России освободили, специально засылали к нам всякие, назовем их, вот сейчас я уже точно могу сказать, что это были диверсионные группы, в которые входили представители и нашей национальности. А выясняется, они все служили, многие из них служили, и были в чинах в спецслужбах России. Они тут бандитствовали у нас на родине. И вот они, естественно, для того, чтобы создать вот эту атмосферу неприязни,
призывали к ответным действиям на нашей территории и так далее. Такой момент был. В этот момент наш первый президент Джохар Дудаев издал указ. Я сейчас не помню дату, можно, наверное, найти в интернете, должно быть. Но я помню точно, что был указ президента, чтобы вот не преследовали там русских там и так далее, или русскоязычных. Я сейчас не помню детали, но я помню точно, что был такой указ, и что в результате вот этой вот волны это было. Я это точно помню. Вот такой вот я бы хотел подчеркнуть, что вот как упомянул тут предыдущий оратор, что, в смысле, вот Тесла говорил о том, что на других территориях происходило, значит, отношение к русским вот, оккупантам проявлялось как-то, а у нас не проявлялось оно. И наоборот, на их территории наши представители преследовались, выселялись и даже убивались. В смысле, трупы привозили, и я лично присутствовал на многих похоронах в разных селениях. Да, отдыхник, да. Брайан, Мустала. Я хотел чуть-чуть вернуться вот к теме геноцида русских. Вот представьте себе, сейчас полностью оккупированной, не то что оккупированной, там вот в этом режиме, который они там устроили, полностью вот эта диктаторская система, сколько они туда инвестируют, чтобы вот именно нашу территорию, наш регион усмирить. И вот представьте, если какой-то там геноцид или что-то похожее на геноцид с русскими, вот что-то такое, если было бы, просто как бы они это, мою территорию полностью под их контролем. То есть если был бы какой-то вот такой вот момент там массовых убийств, каких-то захоронений, представляете, сколько бы они бы вот это трубили бы, все бы там кости бы вытаскивали, доставали. А по факту массовые захоронения, вот эти 300 тысяч убитых гражданских, вот это все над нами они полностью совершили, да, и сегодня, захватив эту территорию, еще там мы как бы полностью им, как перед ними должны, в такой позиции, где мы извиняемся. И еще если мы будем там Маэли говорить. Сегодня, к счастью, вот этот мир, он уже в Украине там где-то, да, хоть не так, как у нас, но частично Украины они как бы полностью боятся. Да, хоть есть там моменты, вот это Буча, там, хуяри Ирпенер, хуяри Метикшуи, есть там уже вот эти случаи, но все равно они, как бы им это с рук не сходит там, потому что все международные институты, вот у нас, к сожалению, из-за того, что они создали русский международный исламский терроризм, из-за этого нас как бы игнорировал мир, и как бы в игноре оставалась вот эта вот вся, даже каких-то там правозащитников, каких-то лорд-джадов, там они провокационно оттуда там подрывали всякие вот эти вот провокационные террористическими методами, оттуда всех выдавили и занимались тем, что хотели. И вот представьте, вот в этой ситуации, как бы они русские, вот сейчас бы действительно, если был бы какой-то там акт или какой-то момент или что-то подобное, похожее там на геноцид или там несколько там русских каких-то, если
убили бы по национальному, там, этническому, там, религиозному признаку. Как бы они об этом трубили бы? Если вот сидящая, вот эта бедная девочка Полина, в кавычках, сидит там про какого-то Родионова всем рассказывает. Родионов. Родионов – это военный преступник. То есть солдат вражеской армии, который к нам пришел, и он был пленен. И вот там есть сейчас вот это вот какие-то моменты, да, они-то его сейчас увековечили, вообще в ранг святых возвели, якобы ему голову отрезали, вот этому Родионову. Вот это вот Полина, вот эти, она где-то там зависла, да, вот в этом. И мы еще оправдываемся, там, искали много материалов, действительно, на тот период, где в Бамуте, где он держался, этот Родионов, хотели найти вот эти вот все следы и доказать, что его никто не обезглавил, что там, насколько вот до меня дошла информация, да, сега Хилол и Хайхароев, командир вот этого Родионова, его, когда уже русские начали окружать Бамут, там, то есть на позициям был подступ, они были вынуждены его просто расстрелять. Я вот так это слышал, максимум. Они что там говорят, его обезглавили, там, издевались над ним. Типа там, ислам прими, не прими. Тем более в Первую войну вообще этим не страдали. Вот этими радикальными всякими русским международным исламским терроризмом. И вот на фоне этого, да, там мы когда про этого Родионова пытаемся оправдаться, вон в Сирии где-то происходят какие-то моменты, да, когда это вагнеровцы там расчленяют гражданских, кувалдами бьют по конечностям там. И там в этом Фейсбуке она где-то постила, гадила вот эта вот бедная девочка Полина. И я ей как раз закинул вот этот ролик, ну я там чуть-чуть его замазал, да, чтобы, потому что страшно смотреть, вот где эти вагнеровцы пытают вот этого человека, обезглавили все конечности, там ему отрубали, потом подожгли его. И она там замолкла. Я просто и русских богатырей хотел показать, чем они на самом деле, что такое русские. Ну, сейчас, я не знаю, на фоне вот это, то, что они в Украине творят, к счастью, да, вот этот мир уже понял, что такое русский мир. И вот единственная проблема, которая в нашем случае не дала хода, чтобы международная вот эта общественность включилась в наше дело, это вот именно русский международный исламский терроризм, который они в нашу среду внедрили, и по сегодняшний день как бы вот это вот его постоянно продолжают популяризировать, распространять в нашей среде. Вот такое вот. Короче, я потом еще выскажусь, передаю вам микрофон. Ибрahim, я чисто 10 секунд осталось. Супер оружие, ядерный вопрос лом, который можно Жеребцову или такой же им задать. Чисто просто вопрос их, сразу их убьет на месте. Аргумент очень. Спросите Жеребцову, вот Украина, Булгарский, это те же русские, что были у нас? Это она должен. Тесла. Я пропустил. Коротко повтори, что это было. Жеребцову нужно спросить. Украина был. Это те же русские, что были у нас? Я думал, ты хотел у нее спросить, почему она к своим русским не поехала за убежищем из Чеченской республики, временно оккупированной. Это Украина был русский солдат, это те же русские солдаты, что были и у нас. Да, я понял. Я думал, просто я перепутал. Я думал, ты хотел сказать, что
зачем бедная девочка Полина поехала во вражескую, европейскую Финляндию, вместо того, чтобы в Российскую Федерацию, к себе домой поехать. Русским, которых мы угнетали, да. Чигур, вистол, я черт Чигур, вистолан. Кенте, делиш, дамай иш, сумасшедший ватер, аш дае элден. Ах, сон, сей барам ха, сон, мух амел да деза. Мае иш, делдиш, вала аш лилуштик, демократия бах, аш, хаздашун аш лилуштик, энте. Вой вошта кетер ду дал мокла. Сокуз Европе хава, вой дош кетер ду дал мокла. Сана митинги кехта. Ибраим сон хакгуру дал мокла. Сурхо, Тесла, кевек. Мы поговорим, я вам еще раз говорю, дал мокла, мы поговорим. Я же вас видел, сон гамбагин шу, вой цвоша, мы радясташ, ма и не вой. Моя эш, это ли микрофон, моя эш танду. Аш где ходишь? Аш та унизительное положение, хваток аш сагдует. Вот что я говорю, что соб сурха да дитстан, что хажа еще, что газ что хочешь васон, что олш хазда садуин, ас توشم دات ديستون أسان سيمخل جهلو إناون أس داغ لاتون سيمخل غد إناون أس ويك أنتش دون تان ريزة واستون سودون سون جناون غاز مو جناون مو بو ويشت أور جناون ووق أور جناون سجيم واستون هشا سون أشتير خمر سجول دون سير خمر سدوزل دون دوي سون تديزون أس باش كدو как политическая составляющая нации дуэн и как сама нация дуэн ишт багас цаешун югыз геха цаешун соны магу ака хай нервшлар едуэн ака на эмоциях мадействуэн ас социал ас бош хазион ас бо албаун су дюч тоуштац хумнаштуэн amma ас сай махул ас ца ахум дак хум стадина ас amma сай махул дахло инаун аса سوسان أش بيش والله سو تأخذ أحتى روسيا خيرون سو كوزا أوروبيا واس روسيا واس سو قيت مكاود يوغز ماو نكسر هون تحوم خلقية الخلاف إندي ريالسون شك أنت باس وي دال مقلا دوي ووش كيتردو أس سيوح سبت تقويت كيشون وي قمال لك دوشون دال مقلا دوي شو دال أهتو بيل شو دال ماغوش ماش ليل ديل ووشا دون تعميتي كم خلج دال مقلا سو خو أول أقلاستن تأخلاح سو دون ووشا كيتوشون كتليفونش نكسر سوتشوالا ما يعيش أشتري دي خد سون تعيش унизительно есть أشليلوشتك سون أصلا شيء نمينا Чего? مراد Дерес دال إحتوال سؤال شو Elçun gladuola a boş dekso qiyachu a imo elira qiyachuso a politikum lielwashal saboli ista duqradikalni tsagulsh box ish otstedalwash bosh doay no temni meni hun khait ba astaghush khirwata ويا نستوى نشيو تاع هما دوتش اشتقام أبنية دياشي تنتانينا وستلي لواشي دوتش مدهتوي تارا 300-400 ليت جيناتسيد مايوين تيالاه توش ويقر لا تحاديقن شي كولتور نوي ذاتين وشين لؤو وين تيا حاديش 300-400 ليت وين تيا إزالي لواش بوش поэтому мы имеем право shadow qamtir abineh da dui publichna daje polny qamtir abineh da baqoy waysan baqoy ol shogdunyan chwa tsadawat irasqi abineh ba tundel sagat da tsayushon tsoman Markal deres Чигуру сагате зулам кулам пьешь царя. Сундел борцу, он боится, зулом, каждый боится, вот раз шя. وين سيرجر خيل يوش خيل سوي ويل يوش شادو ظلم خيل قوين سيرجر خيل ظلم خيل دوين سيرجر Да, ты уже, даже и даха дуй, даха привыкли, готовы любое время принять дуй. Сундела, войдутся, гахи, но все равно мы будем стремиться к ночью, самосию галерию, дуй.
любой ногчеву али, тюн мух мышление лаху вала, любой ногчеву масларе еще, да, тюкреч, ну, тюндела. Аслан, мы должны ногчеву масларе цивилизованным путем. И то, ашичел, жеребцов, дуку язинацун, дуку жалобся, махыл, то, что в моих силах, то, что я как могу ковырять в интернете. Язина асун, вишта язина. Это купленная женщина, ее купили. Она первую, когда свои вот эти басни начала петь в интернете, она как-то еще правильно шла, но потом она изменилась. Давайте, Наксан, кучу пантоваститься дашуя, как-то нужно грамотно этой женщине подойти, либо, я не знаю, на каком-то уровне клевета, хуючик, я не знаю, как по законным путями, как к ней подойти. Я зуд сацуешу. Цуяз дошел, цун отсуя мабахри дön. Нохчи бу галгай бу цун тяхт ибаз бел дön. О хабалю шу иду важду бог. Да, газкой бу кибеш бу дön. Зуда цивилизованным путем сацуешу. И цел газ ждохла цивилизованным путем вой хумда дезду. А так эмоции в душу. Да, мугла, а бдюцак не суду камял, да, это один из приемов. Ой, потихоньку масанахин целарло хундяча, ара хинцбая, много там бояться. Надо много что уладить сначала, дуй, хаз какие-то русла стать. Сразу ничего не получается, дуй, чтобы кого-то обвинить. Хундяч, сосаннагу, кисаннагу, масу, единое существо, единый ногче духой, да. Сундела, будем, конечно, над этим работать. Надо выявлять, охуен юкаешь я, камял, сейчас худуется цауш. Сейчас ханте буалбо цауш. Сейчас полезный идиот чьёш. Харна хасосуба безмозглый вояк шбуй, который не понимает, о чем вообще баламутят, а на чьи-то, да, на кого-то играют, да. Та идея, план не очень, шбуабеш бу, ногчи. Оше соцба биеш, буца угар, халх. Ош соца бахава нюка сначала, цахарсуш коман гейца гейта, ханаха, чисто чигаски, ашняха, арбола, что уже купленный давно через всяких эмиров, дипломатов, массу яцбош. Это сундела харвой честью угар хал лалеешек. А ногчин, я вёхшил, няхшуйся, гуш моюш, умный человек понимает, что откуда ветер дует, да. Сундела, мы будем, да, мугла стараться потихоньку накручивать это дело. Сначала надо тут ладух жду, кто чем занимается, дуй. Циск ждаться, юкой дяхна, аркадеди на бош, и безграмотный, беш, и темно, и габеш, и безграмотный, против шикома, юкой чукуй ждать, наоборот, шикома, лотитрячи, беш, да, золшен, и юкуза политик. Сундела, циск соуса, диеста хал было, шбаца, крутить ящил, бьёхуш. Да, мула, кетон, або, будем дипломатично, будем все делать, да. Ница, хербу шабек, хербу дать. Кавю гордуе до конца. Дел беш, ница, дел вес. Ибрем, литушчик, Ицин и Родионов, вы, Куза с фамилией Курят, писателю, известный Массана Ицевой Шадамдадац, Шуна Массана и лично Цевой Захтина Дева Шравойс, я Курят, стирноча фамилии. И что в большом выступлении волновался презентации и Родионов Ицевой Валер. Стах вопрос слушана, галаветтен юхитин телефонш юшуга массаргал. Хаусила как раз интернет чаю яцасун информация из Родиона нана. Я гитин цундяк интервью ерк интернет ча. Ишитер хас из зале. Цалик кортбяктан башек энти. نقشي كمانديرس ولا كمانديرس على لاش تندق شيء أنت إيش تنس
офицерс хатсум моды командирш бубар и цавац барцига ислам принят тибош дизна датер цунгундиш что рядовой командирш бош царь гунцел ислам принимать его саганты гунал бош а еги тем хаяк нырчын юртуры сельский священник попхала иди бог давай цунди авел дир дача адиче кант ца дючтек Багдад ца святой виру ца дир дач бог ишт интервью он ежитыр коза залча все равно хинте дюч ашук писатель Мосумета и Родионов дюч ашук. А вот тут с этой Жеребцовой общаться, Диней, там, Facebook, что там, речь она. Мне интересно, действительно, с какой целью она во вражескую Европу, Финляндию вообще приехала. Потому что у русских с финнами, они же, русские же напали на Финляндию. И как бы у них история, она такая вражеская, да, там. И финны им, кстати, откровенно говоря, по рылу заехали, по русскому, наглому рылу, которое туда влезло. Вот хорошенько им надавали они. И интересно, как она обосновывает вообще свое вот это вот нахождение в Финляндии во вражеском. Мы ее троллили, помнишь? Она... Есть ее лейтмотив, то есть что пропаганды, что Дудаев тоже виноват в начале войны больше. То есть наполовину Юцун. Половина это Ельцин виноват, половина Дудаев, половина русские виноваты в начале войны и половина чеченцы виноваты в войне Юцун, короче. Это весь ее лейтмотив на протяжении долгих лет, короче. Почему ночью могут быть виноваты, что на них напали русские, это само отвистить сознание, что-то там копаться надо, что-то там не так явно. Так, и мы ее, когда она в Финляндии, я с Ибраимом троллили, то есть Финляндия тоже наполовину виновата, что там этот сталинский СССР на него напал больше. Территория Шхамаяхни у Финляндии, там огромные территории, весь от Карелии, забрать Майнца. Страну, на которой напали, 3 раза нападали, кстати. Если кто не знает, Советский Союз на Финляндию нападал 3 раза. И уничтожьте, уничтожить бои. 3 раза нападал и отнял у них огромные территории, которые сейчас вообще запущенные, зачмаренные. А Финляндия соревнуется за первые места по уровню жизни. Там Норвегия, Канада, ответственно, Финляндия. Финляндия самая лучшее, по-моему, в мире образование или одно из лучших. И даже из-за Юкцига. Вот. Безусловный доход. То есть каждому 800, что ли, евро дают просто каждому жителю. И представьте, вот в эту страну, на которую они напали, отобрали у них территории, 3 раза напали, там, не знаю, 20-30% мужского населения репродуктивного уничтожили, и она туда едет жить. Какой у человека мозг должен, какое хамство должно быть. Вот Сундел Махалы, поэтому она дочь военного колониста. Поэтому они по-хамски пришли и заселились, и еще считали себя хозяевами, и возмущались, что реальные хозяева приехали, почему их пустили. Отправьте их обратно, их ссылку в Сибирь, на степи Казахстана, морозные, ледяные. Сундел, это психология у них такая, это психология оккупанта, военного колониста, вторженца, которого моральный иятцун, относитесь ко мне, как я к вам отношусь, и датцига. У него есть первый сорт, второй сорт, и там чурки, еще что-то. И понять еще уж Адам Дури. Но она это даже не создает, скорее всего. Это на глубинном уровне что-то и крутится. Иначе так в Финляндии у нее что реально. Вот эту хазда царь засратину и Карелию терга хаяхан. Цигиях езера, в Карелию поселиться где-нибудь, в Выборге там, я не знаю. И пусть Русней своей живет. Карелия, моя говорит, Карелия, Финляндия. Вообще ее статус меня тоже
интересует статус ее. Какого черта? Она туда приехала по визе или как? Если у нее статус этого беженца, да, там, политбеженца, это же неправильно вообще. Что она там забыла? У нее огромная, широкая страна, родная, вот эта Русская Федерация, за которую она нас критикует. Как она может поехать и там, под именем, наверное, чеченки она? Да, она почти как чеченка приехала. Она там твердила, что чеченцы там хорошие, там вот так, под этой маркой она туда заехала, стихи писала, гаски там против нее были в начале. Она там начала. Потихоньку она в свой свинячий образ вошла. Заехала как девочка там, 16-17 лет, человеческое дитя. А потом превратилась в свое естественное свинячье состояние. И вот она то, что есть сегодня, и внутренне, и наружу. Снаружи она то, что вот представляет не дать, не взять вот это свиноподобное существо, которое даже, я считаю, не стоит даже обсуждать. Слишком много времени. Еще насчет Родионова, давайте будем еще оправдываться за каждого ублюдка. За Буданова убитого, за еще кого-то. Да плевать, их всех надо было замочить. Их надо, как Моссад, ездить, еще там вылавливать, потому что суд над ними, это вонючая русня, никого к суду не привлекла из убийц. Они до сих пор здравствуют, получают почести, пенсии повышенные и дальше жируют, сидят. Нам что за них оправдываться? Да плевать, усахни, нормально. Дигдейтней керта, еще лучше. Да плевать на них, они, он знакомый оттуда вышел ночью. Он говорит, я был в этом Чернокозово и видел женские волоса на этих пружинистых, там, менгиш, да? На каждой из этих кроватей были волоса женские, выдранные из кожи практически. Хизбин из удари. Что еще сидеть перед этими свиньями оправдываться после всего этого? Ну, что будет царь баран, что баран, лят шадеран, бьешь. Нет, просто, Корсар, мы не можем им уподобляться. В этом проблема. Вот у нас, к сожалению, у нас есть такие моменты, где головы там отрезали. Из-за вот этой пропаганды русского международного исламского терроризма. Вообще, это головы отрубать, там, всякого человека палками и бить. прям крыша едет на войне. Когда к тебе приходит война, убивает твоих родственников, у любого человека есть оправдание. Что бы он ни сделал против своего врага, убившего его семью, жену, детей, мать, отца, у него есть оправдание. Он не пришел к ним. К нему пришел враг, убил его ни за что семью. И что бы он ни сделал, у него есть оправдание. Совершенно верно. Срывает. У всех людей срывает крышу. Наша психика создана Всевышним так, что она до определенного момента, видать, не рассчитана. Были такие жестокости, когда человека создавал. Таких существ, как русские, не были предусмотрены в плане. С такими дикими жестокостями. И, естественно, после этой планки психической, которую они творили, то, что творили, мы знаем. И что они в Буче творили тоже сейчас. Всему пусть Жеребцова или Кобылова о Буче поговорит, и Ирпене еще. Оправдание там найдет своим колонистам вонючим. У человека срывает крышу. Если он зарезал, он имеет, не то что имеет, у него снесло крышу. Если бы он поехал, убил, этому нет оправдания. Бехбот, что нах бэня. Ну, когда у тебя на глазах убивают людей, твоих родственников, близких тебе людей, естественно, у человека крышу снесло, и плевать на этот мир. Мне в том числе будет плевать на мир, если моих родственников убил. Корсар, бег мобила. Давайте вот 2 часа. Корсар, все равно не издаться, потому что
Да, я понимаю, на месте иштахум хилахил хотеуатуэл кихил на месте адершаду, но если ты постоянно начнешь это делать, ты уже Да, да. И Буданова тоже можно оправдать. Dünən çadol nizam duy tam ya plenный чин враги хахил что и холер швайца, то тебе нужно уволить или отстранить твою шо от этой должности. Давай, потому что психик горела. Сонде по правилам ты должен воевать. Дуй, сонде и он шмегердает. Можно тогда я скажу? Асул Эрдухаем, нас не признали как военных противоборствующих. Наш народ не признавал ни международное сообщество, ни русня. Мы выглядели в глазах одних бандитами, террористами, в русня нас называли. А Запад лицемерно им подыгрывал и говорил, это сепаратисты. Но нас как военный, противоположный военный лагерь не признавали. Значит, на нас не лежат обязанности соблюдать какие-то их договоренности, потому что нам не дают признать их, признав нас. Нас не признают, мы нету, мы ноль. Понятно, это я согласен, с врагом понятно, но не на весь мир ты имеешь право объявлять джихад. Понимаешь, против всех кафиров ты не имеешь права. Я говорю, отцал ты царь виня, дох хумадацис. Шалят табы, что военнослужащие, шмабатиш, томбеш, простые граждане это, которые защищают свой очаг, свою семью, которого никто не признает. Вот о чем я говорю. Я не говорю куда-то ехать. Изнаись, просто вот эти методы, они неприемлемы, короче. Ладно, давайте уже тему чуть-чуть поменяем. Ибрам из Жеребцова Дюлали Турсик. Я так думаю, чем первый расскажешь, более-менее, что, можно сказать, нормальным Эрчин. А потом уже, когда она стала известной, Ажининц, как-то, когда меня, короче, Союз писателей принимали, а мне там Бог вопросы задавали. Вот у тебя все рассказы про чеченцев. Все это вот почему ты не рассказываешь, ты вот служил, вот МВД, все, твои коллеги были там у тебя на родине, там воевали, почему ты про них не пишешь? А ты что, хочешь про этих шакалов писала? Да, Сонтивин был, почему ты их называешь шакалом? Потому что они твари, звери, это не люди, как я могу про них писать? И, в общем, один он единственный, кажется, и даже когда меня принимали, воздержался. А так все приняли. Поэтому ищите жеребцоги Алхарду. Пиши вот это самое, уже когда она начала писать, публиковаться, и начала писать все подряд, что в голову приходит фантазии, что найдет в интернете или кто-то что-то шепнет, и сочиняет, и пишет, что хочет. Да, она там еще где-то говорила, что она какие-то там книги Милу Гарва. Ёлки-пёс, что-то лет, так сказать. Ладно, потом вспомню, скажу. Еще 3-5-летний какой-то она, когда еще была там. Книжки гуш, иначе бог, уже так курки гуш, и он противоречит. Шекспир вспомнил. Класчур Эль постоянно. Шекспир, видишь, иначе бах, скисает. Сахарху давно поднял руку. Мечау сумма цебала хаков списка. Куча по ходу этого. Можно мне добавить буквально пару слов про отрезание головы? Да, добавьте, конечно, вы уже хотели сказать. Я вот хотела бы сказать, насколько мы
по-детски наивный народ, именно войну Хачидой. Если бы мы им резали головы, если бы мы были кровожадные, убивали их, сжигали их, отнимали у них все, мы бы никогда не жили столько лет рядом с теми, кто нас постоянно убивал, с теми, кого заселили в наши дома, на наши земли. Если бы мы убивали их, как они хотят это преподнести, я, например, обе войны находилась дома, у нас не было возможности выехать даже в Ингушетию, даже в Дагестан. Мы оставались дома из-за своего больного отца. Он никуда не ехал, шатыхан да, كان ومشاسن بوجش كي واحد عمو حجر وتعشى حين يخبد ما بغنير تقوم باجال يوتر وشا الله лир وشا قزا صلاة خدوت نخال. Он не ехал, из-за этого и мы не ехали никуда. И был момент, когда чеченцы, я не знаю, как Божью милость надеялись, ждали солдатских матерей. Я уверена, многие это тоже помнят. Как мы их ждали только потому, что мы надеялись, что они поднимут вот этот вот шум, они возмутятся, они хотя бы за своих сыновей, которых отправили нас убивать. Не ради нас, хотя бы за своих сыновей, может, они придут, и тогда хоть что-то повернется в ту сторону, чтобы вот эта бойня прекратилась. Нас же закрыли со всех сторон. Не въехать, не выехать. Бомбили сверху, бомбили со всех видов оружия. Зачистки, постоянные зачистки. У нас же ужас, что творилось, а мы даже это рассказать не могли. У нас не было телефонов, у нас не было интернета. Каждый журналист, который каким-то чудесным образом попадал в нашу республику, он был дороже своей собственной жизни, потому что была надежда, что он, может быть, выбравшись из этого ада, который нам учинили, смог бы где-нибудь в этом мире сказать: люди, а вы знаете, там убивают чеченцев. Но у нас даже этой возможности не было. И если бы мы были головорезами, а как встретили этих матерей, когда они все-таки, какая-то часть из них добралась, как их встретили? Каждый забрали их в свои чеченские дома, их накормили. Какие их сыновья вернулись обратно, которым повезло вернуться? С их сыновья, которым говорят, что мы голову режем, а на самом деле это были мальчики, которых отправили на убой, которые даже автомата в руках не держали. Например, был случай, когда их один раз на место своей дислокации привезли. Это была жара, это был летний день. Ни одному из них не разрешали выйти на базарчик, прийти и купить даже глоток воды. И мы еще со стороны смотрели, их до вечера держали. Колоннами их завезли и держали. И когда им вечером разрешили побежать на рынок нескольким людям и купить водичку, вот этот солдат подходит и говорит: тетенька, а мы же в Осетии? И им отвечают: нет, говорит, вы в Чечне. Как? Не может быть. Нам сказали, что нас везут в Осетию. Нет, говорит, вы в Чечне. Они как дети плакали. Пацаны, вы в курсе, что мы в Чечне? Пацаны, мы в Чечне, у них даже борода на лице не выросла. Они плакали, и наши женщины вместе с ними плакали. Представляете? Настолько мы наивный народ. Поэтому мы не могли никому головы резать. Если им не было жалко своих людей, своих 18-летних пацанов, чтобы прийти убивать нас, они взрывали свои российские дома в своих российских городах. Понимаете? И чтобы потом оправдать все зверство, что они чинили, и сказать: а вот они все-таки были вот такие вот звери, они захватывали кинотеатры и убивали, опять же, своих же людей. Штурмовали школы, также убивали своих же людей. Это же были тоже не чеченцы. В Осетии не чеченцы были. В Нордосте не чеченцы были. В Волгодонске не чеченцы были, которых они убили только для того, чтобы сначала зайти в Чечню, убить нас. И это после того, как громогласно было заявлено: берите столько свободы, сколько вы сможете. А потом вот такой вот удар в спину. Поэтому все байки, сказки Жеребцовой, они не то что не актуальны, они настолько мерзкие,
настолько лживы. И ее, естественно, надо призвать к ответу только из-за того, что она указывает какие-то фамилии якобы чеченцев. Это уже подсудное дело. Она либо должна это доказать, либо она должна прекратить свою вот эту вот мерзкую, грязную, подлую деятельность против чеченцев. У меня все, Дейрей, слышу. 1000 раз обращался я через всякие сайты, вот ночи Финляндия, аж получаешь. Около аса скинуться, кычара, подайте в суд хотя бы. Пробно, адвокат нанять ветчана. Все, тогда лучше, конечно, мода дишь, да, что он цигал. Пока молчат уже год. 1000 раз я уже через всякие сайты обращался к ним. Такие вещи. Антироссийский настроение взгляд шел адвокат твой Илахуез он тудик балби бутудя. Такие вещи в Западе здесь есть, да, это ящик пропаганды мои, по-любому это здесь и преследуется, и не приветствуется, и какими-то способами подавляется. Но здесь как бы свобода слова, мы должны контрпропаганду делать, то есть дючил пропаганду, противоставлять нашу. Это в России можно там запретить этому, запретить тому, бош, там, в Китае где-нибудь коммунистическом. Вот мы неправильно подход это делаем. Нам достаточно цудуйцик и агуча и ахкан цудуйцик опровергнуть в нашу точку зрения на иностранных языках донести до этих. То есть контрпропаганду, методами запретительства судов. Мы заколебаемся на всех русских шпионов, агентов влияния, суды подавать, короче. Надо их скопом антипропагандой мочить, то есть противоставлять нашу точку зрения и доносить ее. К сожалению, неравные у нас силы и средства, очень неравны. Один вот как идет. Не сказал бы, на нас 350 тысяч в Европе, как это неравные? Иностранные. 350 тысяч. Вы кортуш, да, Лера, шли в Бухузер большой. Да, их проблема. Их проблем, ее надо сначала решить, потом до Жеребцова дойдет. Теперь мобу. Получается, они на одну контору работают, раз против чеченцев идут. У нас есть главная проблема, и все остальные проистекают из-за этой проблемы. И если вы последствия шестом, это бессмысленно и трата сил. И главная проблема его от него отходить еще, которые третично порожденные проблемы, это не решение. Нам нужно сначала переломить вот эту главную нашу проблему. Русский, международный, ахлю-сунна, исламский терроризм и бухца как бах. Это борьба с ветряными мельницами. В этом полностью тебя поддерживаю. Это точно. В первую очередь, наш имидж убивает. Мы, Полина Жеребцова, Кобылова, я не знаю. Она вообще ноль в этом информационном пространстве для других. А вот видят бородачей, агрессивно настроенных людей, антизападники, которые приехали в эти же самые страны за убежищем, и живут здесь хорошо припеваючи, и еще ведут себя агрессивно по отношению к аборигенам, которые приняли. Здесь проблем. Ешем такие побочные эффекты русни. Так себе бабки делают, твари. Но еще хотел сказать, Дрель Аллаха Маутсун, сосед, к нему может обратиться, может он там подаст на нее в суд, там что-нибудь сделает. Аллаха Харвинчир Ламаю Муса Укаучуг Хокчуа Вала Мош Трила Мегхай Мош Туэта Авышу Мош Датуа Мегхуг. يا شقي صندوق سيرش ده موسى يش شقي سرغي يحطي بشاري شقي سرغي إيشا سيسوش تدعو إتردون سؤون شقي سنشاريخ
حكليكش بوي عجمات تغير تان دقني سوشون تان سوشت كردا ميغون يستي يشا سينيك تقواس ميغردون اب بعرق نيغر داتو اب سلوت نشوش حياخ يحطي بناغي دات تحقرام دون شيك دادوش دات تونتو دين دولم دو يحون حين بالي دي دون يهم شماليل دي يتغى حيق او دوتي مخارسون دوا حون سويت لونس إتاي بهم بعنيا حو عشو بچاو قا problem شخريو عايدلز حو أغرجة ديشو عايق ليچنم كده بير باتسا بين ميتك باتسا просто молодежи куза аж айявашо шо русский международный исламский радикализм терроризм дақюш беш буй бусул пачалқи шариат бо шушадеш аж умет Европе пропаганд чуюлуш замбиротешо молодежи отун аж ихумш лиеличи шешца дадиезмач царцахум дой хахалова лиелшо закаюй Tüm cevap diyordum Peru. Hona problem xirion. Son dele ta ugraja deshi ish bosh dat asi просто hon hayqalush on so itaypumush. Ha ashol spachal qalilu migsh dat. Россия далилар дара шон del. FSB-шне метач маю ашлилошеш. Son del quza ishchaqdir dat ay hayn problem shmaye. شو قيسرغي هو الليل درغي ويشيك دادهتون شو تحن الديخ دون تحقران بالغنر تيانا يأوز دي ليا دون يدوخ قيتيا دون تون دي يهمش مليل دي هاي دق أميل دي تري هر دي تري تهم بريبيسات دي غيرش يحولا وقتو حولا حيوت أميل حيوت ونسا شي سلوبويشن سمدو دق أميل بليتك يوچدوي او دوش دلهمش نيس دات خارت دوية دوتو تقلش دوتو يل ندولنش يشوك حوليش دكا زات ديش تو خارت خلر يهمش سليلوش اشتي درس موسيق دون مراد ايچن جimde bay değil dersten çok yel ne so çok aslın adüç to sur сега буха язинду трое уже там трое из них уже не мусульмане, ба. Представь, дианти, и финиш, ба, цан, дагайтыч, короче. Вот шларти, мы приютили людей, которые считают, что кто не мусульманин, тот, короче, уже преступление, юха, представь. Слушай, язинчун, معندوي يتحتقش أتصل حقيقة وكتسويش короче أتصل سامو зеленый тагук и представьте, они подписались под этими фотографиями, что они считают, что кто не мусульманин, тот преступник, нехороший, плохой, короче. Трое из них... мусульманам бахает. Да, трое из них считают, сказали, что они не мусульмане. Не мусульмане шмабуй, ломаю, приютить твин, от России защитить твин, он шварт ахштак, меттига ель. Цунбершин медицинский, первоклассный европейский медицинский обслуживание. Короче, список того, что эти немусульмане сделали для Ломаева, его можно до утра, короче, перечислять, включая еще эти же немусульмане дали ему этот интернет, чтобы он по нему все эти глупости писал. Представляете, Шибарк Хайти Бербу, любой европейский, Милла Халита, журналист Халита, Айдал Халита, просто обычный гражданин Халита. То есть мы приютили человека, который считает, что если человек не мусульманин, он нехороший, он преступник. Кино да герсун сразу, халаса кино воко волчан, ходак дор, докайца. Любовь Орлова, принцесса цирка бошта, еще черно-белый старый кино. Да, вот принцесса цирка и от негра Винк Антвар Бейердер, и владелец этого цирка, то есть капиталист такой, буржуй, нехороший, конечно, человек, на себя болх бой торцун, короче, и шагусь туахкарду негру один айрш бейерду бош, шантажировать тёйч за копейки на себя болх бой торцу.
И вот эти хари, короче, это уже Советский Союз, и они коммунистическими идеями пропитаться, день sana ухажер, уже от него едгачен, и гучахсо, шантар гучахсо, вот цирки хак васвельцу, вот зрительшин, хинцас гучахкон, сволочь, у нее черный ребенок, это акцентица. И ломается, я чуть ритасу. Они не мусульмане, гуч бош. Да, вели бе, реакция. Эцэг бухар баш бац уж саршая ёлтер мониторит я шу эл масифтус дама элле да. Вахчу тишо писулкши. Кино шашқуз Европе хавашқуз ациш шолхануи уже таджи митсалақан да. У до тизатишшт. تهونادنك حيزري تهون هردري وجدري تهجوا ديمقراش ميرتقراش بارتقراش دار هونادنك توبشي نكابلكي كروتش وخبيش دات هنا إسلاميش دات بوش إخين شيت تلاتان أبيتيش حلو لا وجا إشتا شيء تام كيختم داتر بل إشت مال شغل حلز دل إشتا جيت موعيل نتابلشان إشتا وجا ديت تلا همنش Но тига буха был чен според эллер просто шиен хадет тиг буха был чер что копнуть дой ол поглубже дой еще сеть тюхер международный исламский терроризм еще и политический ислам и шариат устанавливать беш беши халифат устанавливать просто юнец избезер будет нестиг моего я харбу любой, короче, жарина, буддист, хилла, короче. Цундел, нормально, что бизнес лелуш, да, атар воли, дерхи, не смай, ултова, чигюкай цайр. Ибра, сумпы угетхайл, что-то тут это хитрые закинули, где все именно тестовал лучше, все класса, соуешь, могучий, цадуин, да, по соседству аж. Жимонш, да горсун тига, футбольной площадке, что я тига горсу, жимонш. В общем, я удивлен, но что щелу глел да ищу, я халдейна бош, сахомдук. Цуна дайна, что, цана уже получается очень дальновидно он закинул ее. Очень хитро, да, гундяча, что в любое время, вот, цахоткю ин, сушчу, просто раз, яла, цахум хилга, цахум шацик уже, что целого это, цакячва, уже багаж кяча, цахума, что ца, нет, текача, гошин, хокар, мотуах, шайн, иштвош, и хумш дел душинца, что, дуй, и с ахлюник шиат, цач, оли лешуни, эль дити, мотне ши, ца зудри сен, кличк ши, и чё дерце развитый, да. Просто они, ца остемош, гуанда хиздейл, да, ца жимал, вот, цунде, ца жимал, какие там барца, ну, ца лил яштек, ца гуш, да, ца дует эмоши. Цунде, ла, иш ца гуанда хизен, хум шуш, да, просто сейчас решили здесь себя силы показать, дуй. И вариантах мектига, дуй. Хокар, хундя, хокар, динази, хош, бош, ял, чукрасан, хуламек. Просто удивительно. Паспорт, раз ты паспорт дати, чукрасан, ну, так мухльвис. Ну, и дикду, махл дук кисар царюши, что дикдуешь. Они как раз таки, а наша сторона, наоборот, о другом говорит, что специально раз, что болбяшца речи, дих дать. Он я чацана угар, иш раз, и розки обол, войца, вот хакачиш, розки обол, ногчи, как раз хочу выкурить бараш, как юкш бокш, будешь, хага, как раз таки, уж будешь, мот бяч, беш, дать, болбяш. Цундела, вот Мураду... 50 тысяч евро ему как-то присудили. Ну, что лодали. Серьезно? Да, ему 50 тысяч через суд этот присудили, Страсбургский, по-моему. Тянин Лушмадас 10 тысяч, завел чонок цело 10 тысяч ночью. А ему как-то 50 тысяч, я читал где-то, выдали евро. Удивительно.
Так, шолодаля, ер эффект Джамбетова 2 в умоцу, наверное, вот это. Ну, посмотрим, дальше посмотрим, если как бы, ну, уже твердучу, уже есть, и духом дучу, дуалдак, но просто посмотрим, как себя поведет дальше. Если не умеет на точке жить, то это уже, конечно, для себя он готовит почву хорошую, ну, и очень унизительную. И дела, мило, Муса, социовую шварцун, а один иногда связи вали, что там, а пентир вака, дикер дохом, да, сакитерун, один кудер. قنديرم شين زوا مواقع قندير وقت قويم شين لا أتيش دو آلي قوا شين لا بوسو بدينجر أربع لا آلي شين لو قوا ساوقع إشي ترخ هرش ملش بودان إذا توي دوت politik يوتشولستag kritika وقت ويشغل ويدير دو بنيتنا دو يقر هذا ديش نشتو قيسوي ديش دو قميل شو قواشين لو قواس نو يل سيرش دات إش Уштвот существа, которые ждут язи, да, угроз мою и ящик, угрожает дешуис. Цушам дир да, цу просто вы джимал молодежи окацар, а я вошел да. Ишайл и радикализм, чуюльшил молодежи лет 18, 19, 20. Царь вообще понятишь, маяти, ойле цаум да дон. Иш далат ахта. Царь цаум до қидо ю. Хар ю цанвел вахур мау, хар ваху и турват. Та қара закаеви подчиненный. Та закаев на қочу до из. Он делж закаеви подчиненный иши сайт чукуяснак. Сон дейла юмш хадиеш дуцан дат. الكريتيك يري تام أتايش بوي دا دينشور أربع لي بوسوب دينا لش بوي إشين ملوق يتار تار حيق أودوش بو ناخوي هدو يتقيش بو بران شنوي هو أديشي يرندوي بران بو تنديو تا أقروش يشومش دوي شاشين بروبليم مي باوي قار حق هو أقروز يشي هو أديشي وي بق ديغنيس ديغ داتا دوش عير دات دون الدنيا نبالية لورسينا وين دقا دقوش أشمدوي ويأتكريتا دون هقار يا خطانا دون قير دلي اوز دلي چودولا يديستخلش مداتي قزا روشيان проблеми يريقتو قانلم تعام غيردو يوخ تيز واخور ودات سو موتو يعني سون هرديني وجديني بوش دون موتو يعني حول بورز برزي بوش وقتا بورزك دق بورز برزايو الجوز اتلمت وشين بغدك ديش دانا سامم ديلي توزيك دو ناتورالني ايش تواغين اقاميون شياش دات اس افيش كا ابالتاتيش اقرجاتيش ابالديوش انكرخيتيش عشول يا بابانا اقري بوشو ستركتور سبيسلوش شوليوين دون سو يا واغين ايش عشوق اذا موتوان ايشين هردينيشين بوشوي مواتساتوان اي хай бетен долеца дин хилдон хилг иш любой чунавый душеш аш дол метеадон шей бетен дол дин наган угрожает мади қирмиш матис критик пожалуйста шей малу критик еш гумаца по там шин критик яцалу швег хок юк айцагач ад шигул қадеш ад ичан там уйцурват со уйцурват я хо уйцурват цауц амма نوخشي قوم ترى قميل ديشو لبوي استغناء ويتسرو يخا ديش دو قيوق اولشو لبوي شنا угрожает مدي حين قان لنبال خير بون سنا Тиляхи худухан там, ну то, что угрозы, и подстрекательство, и подстрекательство, и вербовки. И гумнаш уоду, и уодержин ду из от шеёлица личности, инстазауалировано, где шлюцерис, но это нормально, как бы эксперт, что есть, понаблюдать, то есть как это все функционирует, где что правильно выстроить, цепочка, лилу, что гуман.
тоже, короче, и подстрекательство, и вербовки. Чего, хумду из Милугар. И Абдурахманов, и потом вот эти всякие Энгульбы, ВРТР, тоже что завуалировано лелуш. Все равно, шаш как бы в стороне быш, розовый, пушистый быш, ешь, разные там курочки, наверное, кефир, шинца, ешь. И умныш лелуш, и что бывает, ешь, в стороне, все равно, дальше, давурдол, шум децер, аккуратно, сацдадия, штугар. Среда юка, то есть правильно, как это делается, да, то есть по букве закона, там, по букве права, короче, то есть цундел, нормально, что там дрель хаузу, что дрель хаузу, что хаз эцлэм азмарха лилу, что лэм азмарха даш, что хаз дэнни нэнни мютабол, далельч, уволил ситуацию, но цанах подстрекает бешу, тащишь в стороне бусар бубо, из чего их долбушен, умлил шо. Все, там, سلام مارشو دوشو مساجي هيت دعيالي اللي تيم جو نتاح شو ورس جين يعني سوتير نحول اش مسيرة ديتي دويتش هنا جو خزا دم در ديتي ديش دويزا بقال ديش دات سومان يوقع تشكوال شون خلوة دويشو دقي ريتات قوش ديش لدو ديزنو دلا ديش دويش خايد ديش دوي وي بيرشنا خايد ديش دوي وي ديتول دوتي ديت يشوتي وي دينال تقاش عتان تعدوي وين تعينو يخرصون شتات zu термериации харцуш йитин веруоч дас дитин веруоч каждый керти я не уэзда шварт керт шуэта и каждый чин керта хилом что еще так вен масана таиттел ду еще так дугду он штат вен таиттелш и давай первый там набелшайна ю дица он да тер вахвелуя يو وين توام شو بعربوي دعوني جواك والوي يو وين توام شو بعربوش بوي بوش هوش يقع مسيرة دوتش أدمش دوتش ناخا دوتش يبرستو يبول باخر خوي ات جماعة شن لوش خديك داش دات يجينوان هم داتس ات غينا لرس دات حوسي شو ما تامشي هم دور دات يغاسكي شبور بوي أروينش بوقت بالبوي أريبوش يهوش ديش دات إح بيحكي دور دات يويشار شبويش صغير يوي موت بيش بيش بوقلوش بات حاري يغاسكيش تحانيت قوش باتر وين دال نيت لوربر ويخص عير در ويحيق الخير در وين يوقع بوقلوش نخ بات حاري تغنى إزدو وين تعوات دل نيت أشدوش تقل تغنى إزدور ويوروب يعدوش شحدات دي قوي أتبوحك بالبرناخ النوخشي موات بيش إناخ بو تصدح حرويش كيرت عدات يكيرت صني يزوي قوخ تعداق يزوي يويش كيرت صني خزين تاين صد يزوي تير كيرتش دا تعني دي ها خلما ديزر سيوليزون أكوراتنا كراسيوة نوفات قيهم تغلع ديت بيزيش وجبا بيزش إنه دات يو ويتان قست واشدوسا يو وين ظلمي أربلش يو ات ويويش شوحدل همان تاني وينمات نحوش سخلا داتوش سخلا كان عيرين وين ويش государство دانيسيل شي اتشوحا إناخ يو تشوحش وينو قست مش بيربوسا إزناخ لردل مودا ديزا مو أول يلو يزا نيت يتنيل يغاس قدات تنت مو ليل يزا تعيش خور داس تيوان تسومش تيعدات يويش شو تاني خور داسر تيوان يويش شو حدك دات يشو نو دوان دات يستغنى هر سونجينيات قدات سوتعاقي تشاتش وليل شوات سودات قوشات سو تشولش
تقاشع شو عوزة إديها سيها دول إتهمش إثناء إقياس مش بيش إناخ دمدر وينوك أعبول إبتين دادقت وينوخش موات بيش بول إناخ بات إش بيز الخيط سون أشار ديش دات أسيهم دات إش خل ديز بوغ دات نو إش خل ديز ريكي إش لارق إش إناخ ويش شور صندلش هوكون بوك بلي دوغر بوك تصادو اتو دات سار وين يوقع حين نيس هنديش نوتشي هنديش خز هنديش سون جينيات هرسان كنا هوكش وحسن ناخبات شي هما باشا بيش دمدر هما ديش سيرونو آل هما كرواش سيرونو ديس هما كرواش ليرش بوي ديها بيش عجح موسى قاعد هوكنا كانت خليه سو هوك ناخر أكارك هيام لبويش وكارك أنتي كله يتقولي يبرستو بوي باخر خوابات تعرفوش بيش سو سالك سا أنا هوش مل كروتو كنتي بوش نه بيت ساندل ديزو سومان تعداس إشتين خيطك آلي أسأل سومان تعبركلش نديرس خليه It's صورتي عدوي توب دين شوتر دوتسو تاقا قوچوها مسار ويا توب دي чудартия ял иза дагденирсун шахадат талды مسار только ханту ряц قوچوا مسار шахадат талды ишт наха хара мусам шам диккан тхаламег но лопух это тот я понял гама гиня дуй даже он готов напосягнуть на таких ребят, которые не понаслышке знают. Цундейла из-за явно сухинца точно уже увереннее в том, что это заказной ела или от себя и он и конкретно, или заказной он, один из двух. Но человек бывает ошибается, но не настолько, чтобы существо назвать, вот сказал, да, чах был бешех, цундел, что странно, все равно цана дикую внутренность огучал. Это очень хорошо, само выплеснутие внутренности. Мы, конечно, бывает политически, надо хаять, надо спорить, надо дискутировать, бывает разногласия, как Мурат сказал. Но когда явно человек называет существами, это уже как бы новче существо Бога, Аллаха, это уже по-другому звучит, и понятие в голове не укладывается, как воспринять надо. Будем ждать, даже вот этого с первого начнем. Оказывается, сейчас войну Карлацан, Раска не столько. Уже с этого первого гасить уже надо, если они хотят открыто что-то враждовать, пожалуйста, и на это фланг мы готовы, а проблем ячин, куда шусанил хумшия узвели, якирвели, уахти амитк, гойтер бачен, кучур беш, цунде давайте, хаш удало. Если ты решил, чахвала до конца, парца лучше. Если ты политический разговор есть, пожалуйста, дюча, чё к чему, хочу был, чачу, или совор, он хочет беда, он лага, вага, соволчига, пожалуйста, найдешь быстро, что цикаряш, там ау, что ты вогр, он митчана, никаких проблем, давай разъяснять. Тут есть парни, которые ко мне приезжают, мы очень много разговариваем, оспариваем, нормально, все, расходимся, хорошо, понимаем друг друга, но все равно на своих позициях уходим, но все равно угрожать, из-за уже непонятного за угрозу уже придется, конечно, по-другому поговорить. И что, Баркал.
Да, هم boş ta qas diye qas yetünge tangi yetanti qas da razbor shalios da toy oy do oy haga mosheg asqishtu amma qalil washdo hum shwayn way qomna way mashwana zien yadala zoom yadala ipayd yadata iway duturdu iway tzaditi tzadawat way day tzadaya way yaway washtatsa solta tundela sha way sha wich rezwotsug sha witsalushig hoq yuqar yusta wali hayquluq desh ad ay ta qatana das bqwa qurwatson amma nochchi qom tsarga ot nochchi qom yuqawosh so ta satsarga hodunyan haladon so tababu in yolsan преподнести шалил шальчи хотсавити чуерват алил ваш болнек даца бичи на дунен даца гайчи бербат и дагайтер бахануду со хоқ тага соватшун хоқ таг дүйч дол хумант я соватшун со нохчу ушун сай мот бушун сай qam душун сай лат душун сай культура юшун so dünən canağın qəmniş yox aliyla awağa xuşuşun el işt dagayt vərç saynit qoçdik deş bahan lilaşu taq lilaş da humşa wayn otqa shara gagina solt ya ash hoqte dal deş sona bin payda wayn gina ash Сири дачу хаяждин берш цуна войн бел пейда войн гина таван аш Палестина настраивать беш был наха войн гушбу кайлам ишт цен юқашай бартхил дадуерзур дол шубду из Израиль на Палестина юқашай бартхил цан ният борбу шундел шадол дуния церг хошду и дадирзин чунт я аш лилош аштан лилош долмшду и питно юга сунт я юсурю сундел сун уешят и питношки сунт яка и питно ил метр боч аш и пичач теятитин уже садият я метр биснабат со уж даяга швол шухинт асқи уж тугы туря сундел аш лилош долмшду уж дадоузит душун дадоузи тур душун сатвардачун доузичир пока шу соуц или шу дунену соуц давалт шеш рездати отуман юстал дол юq ер атие или шейнис дол шей қому хак дол қадуй ос қому дин дол шуман те югду тхосан тхо цацдеш начале дюнцут я душун цацдеш до ишт голдой лел айер де лел Til de lel. Yuh samadul qiyata qay doh kodul ishtugdul dushun ishtshuga diyalar dushun. Слушай, я только что посмотрел эту фотографию. А что означает Аль-Хатташ? Я спрашиваю, ждут Бога? И многоточие. Чего ждут Аллахчер, бич? Это что, угроза? Оно что, угроза? Шиецан интервью, то хамам говорит, эти отщепенцы исчезнут, когда мы вернемся на родину, эти отщепенцы исчезнут и убогду. Мы их уберем Богду. Если у нас будет возможность, мы их уберем. И из Кадыров слил лошадь, мадыс. Так, хун разницу и Кадыров, цавол и Кадыров, таван. И дa'вяхкин, хар бабуин, шабяхкин, кайрцунт и лолилхин, и хаос, и террор, и диктатур лиличи. Разницу хуна суна дерят, поэтому лучше Кадыров, воли волш, мау цига витер. Раз вообще пример я ложь, бо Кадыров цига цават, самостоятельный ват, яшьегар хави'на ват. Это понятно. Вообще пример я ложь, бойс. Ласка, или ложь. Я еще мадах самостоятельно.
Окунт и халят Ходорковского. Ярцер кажан делжал сам генишен мовиях. Мне просто, у меня испанский стыд, когда я эту мразь вижу, как он улыбится врагам чеченского народа. Хан и ацаритан кажан делцисксан. Вахан ночь ебош, лилышелум. Хан угрозыш я овца. Так, по теме, Ну, модератор. потом, Ибраим, Мурат из предыдущих дети, işte hala işte çok şeyler kadar koyuyorlar демократическая партия, форум. Я вообще зашел и включился, вернее, более-менее демократичные Харью Богш Сендега. Вроде я так неделю слушал до этого. А то думаю, агрессию. Я уже молчал, но раз уже затронули, так, я что-то так начал уже разочаровываться. Это демократическая партия или какая-то боевая группировка Л. Мурат разложите, поэтому очень охотно, что хабаш суну ждать продолжение халасу. Не знаю, буду задумываться. Оккузаха, كناز حق Кордон, شوها أزوا Мурат, свободнее минут. أصلا минута بدي حاجة كناز حق شوها هين صارس أولي شو حق شو الشي حق شو ملول استجا تاوي نوخشي موديق تا جمعة أولش إشتشاب وحق شو ملبل ناخ تا توبيات حق شو هين حمو ولا شو إشت حسن ديلا إشتشات يبو أولي خزي شو شوغو إيش تعمو سلك داقوسي شو ألا لدوا تردوشن قولي شو شوغو وين ريز بواتشي شو بولي هدو تحوش بيش رازني نابوخ شو شو يلو стегош ец мнение шо яиц нир эла это не значит, что хер партият, партий мнение ючик. От элементарный долхумнах шуқиеч да цах шуқи дақиум шуқиетер да вообще и элементарный хум мадуис. هين سوق شو هين تحونت إيه حقيقة عمود شو ولا شو ووش قيت أش دوت جوز بوت يعني أول ما ولا حق يقوى شو هاي تو بيج بولشان إدوق شو هذيك تنديله حق شو تعمو أجريسيوني يتا أجروزي أشتاهم ديش это не значит, что это от партии он говорит. Просто он зашел и говорит свое мнение. И духу что адег и хад диезой, но сумна қиет диеш дуе. Да, Гашприцик ответить, я-то, видите, еще, как сказать, новенький, отключать ладу, дютич, хальч, репрессик ответить, хальч, поддержки я что могу, если все молчат. А хозяин делал, я уже поэтому стал говорить уже, маленькое отношение уже, так сказать. شو عم إبراهيم إيمن هوكن إبراهيم نيكرو إبراهيم всегда ищется агрессивно камел дешел стагуинс обычно дой эмоционально камел и дойца уж ищ хульди слоксей дагерчца дос и это усо элца дос и да атрис просто ищ камел дешлеч ищ эмоционально хулуксей но окчо ищ харди дуй вожди дуй бошта камелш дауэлч именно Ибраим сатуашу любойник ищ камел деш войк аддир дат يوي تعني هم دا اردولدات ويواش منيني ويويدني ويلوش دق دوش دولي تنديلا وتمش قيت ديزوي هو اشتا سيخلو ويدوي تا هنسا تخدلاح ملولا بيوات любой توبي لا разницяти ملدول ادمن ديزگ от توبي دقلوردات ملدول ادمن ديزگ توبني ديцалурдат из х дизоин но цер основной цер программ цер цельш хорезолши остальные мелочи каждый мелочь цепляется деш ой что уоз уахши дегба миш беши каждый мелочь ой ха и пала бубо
и что улукца улицуна, и несерьезно он. Если ты серьезно хочешь, хай комна, хай маршуна, хай тяхи, хай тяхишил, тяхи, та будущий, та дахар, кидек, та мерш, хаз дахар, диш, хавала. Октябрь ниши окой улкан арию лилшил, арум дючил, октябрь ниши, цель октябрь ниши, программш, цельш, хажуезо. А то, что там они говорят, обсуждают разные мнения, и мояцы политик, и яцы политик, это просто мнение людей, которые заходят туда, разные. Да? Оцем цепляться, одешула, одела. Или ты несерьезно, серьезно, или дух-тех, но чувствительно. Хоцевиц, я образно говорю вообще. Что он? Кажется, Мурат, Питер, Дерес, Хазелара. Просто ча доходится к ней, зачистка, что чуял на что сказали, чуял на Ильвина, зачистка, обыск, шеш постоянно, лел, воимш, гина, цахала, ну, элада, гина, система, ну, гина, лилина, но уже все, я после первой понял, что надо по-другому вести. Цундал я и в науку, и кандидатскую защитил, и писателем стал, и все это сам везде пропагандировал. Моя культура, мои ночи, менталитет, абсолютно твой тынах, той гайдры, чака, цунила бы, даже аттестат говорит, что школа вообще двоечник халабош. Одни тройки, еле-еле тройки закончил школу, только потом, чтобы показать, доказать, что чеченцы кто такие, что это не только воины и спортсмены, а Лел Варса свою жизнь прожил практически уже, да, а вот это вот эмоционально, да, они же были, эмоции есть эмоции, но агрессия это другое уже. Эмоции у всех бывают, да, эмоции хорошо, лишь бы агрессии не было. Без корбах, без боли, это что-то так неприемлемые вещи. IEL تعاون دقدي نيرسون صابدي صولا إبراهيم دقم ليوسا تناوستو نوسا ساسي دقيس قوزا سو عاشوجا تو بوستيو إشتا سور تاقوس إشتا أرشدر تام تا نو تا سوينير مدلو تا سونش تا أخوتني شدو تا سونس بايل تا بايل تا تيرت إشتي أرشدو إشتحونا ديزيتي يوتي عيال قواسنير Elito azbo dela ietam tiashni utur daterasi idolcher dade hari ershi otumna hatsandal diezo i ershi gershi tat emloi tata ihom shlilosh khazriyach duwe otum way ishta aq goit way duqta diki aggressivni ta radikalni goit way qam ihom dade diezer way rul shwiz ay khay zamet din hayduq تا فونشت يا نوختشي تا اوتاركشت يا موسو ميت يا عول تا تشالبنيش حياشين تا تملوي تا تو جيرزي ارشي عيدشي ترشي تا تملوي تا اشتون شخلقوي نوختشي دات ايش لو تامو دين خير دو قوينيس وتشين تامو تو لازر خير دو قويني يعني знаю но دادا يسقي هم شدوي серьезно хил дезой. Та серьезно хохилчи, а и хум шцелил до анаган цегой тай хум дуй и хол. Та шавот гуй всю жизнь та обиженный лел та гуй та щирный сер хошно ка та хадал водали та дош та ваши. Отна ралил до духабол чари хум штой та шекер хум качи шта Лилоши, та тер лилши, та шавот гумати тверчи, та ницерх камелдеши, та и умштуешь, несерьезно умштуешь. Мура, Ибраим, так где 30 секунд, князь говорит, раз, хочешь баш бацан угрозу сейчас, цанина. По-моему, ты ошибся. Обчу наоборот, обсуждали, что писано, ши, какую партию халк белуш. Эти существа ждут, наготове чего-то. Цунк амелдеш, боку чурбаш. Иш угроз, макрис нохчишем бохш. Кузвет хавиан из расках, цогонкал мира битан.
шу массу хадях кандас хузгаск шадойт. Европе хави сидит здесь чеченцам угрожает. И он наш молил ди бах цум шефа га. Раскшан халка дил молил. Том дас кучу Не, я вас кучу угроз хиш. Именно иш бук угроз хиш. Эти существа ждут, многоточие уже понятно, а халк и алацу, они испарятся, эти все демократы. В Финляндии сидит падла и угрожает чеченцам. Все эти демократы испарятся, как только мы вернемся домой и захватим власть в Чечне. Амял, хейтам от тебя рдешь, так тебе надо в другую сторону посмотреть и их обсудить. Там, знаешь, даже я вот хотел бы опять подправить, там не угроза идет, а подстрекательство, потому что угрожать, да, там и нечем даже угрожать, понимаешь? А вот подстрекательство, чтобы толпа это вот так воспринимала, там ждут, вот смотрите, эти здесь, там фотки закидывают, там туда-сюда. Я хочу 100 раз ела, еще ел и Джамакачи, Мамакачи, Чуал, Чакал, прекрасно, да, я каждый день вижу и Джамакаты, и не Джамакаты, ну, в принципе, я нормальными людьми общаюсь, там, туда-сюда. Ну, какая там, أنا أركشو دالو تشوشنا تبوز Европе حبي أحكي أنا أركشو عشما буер تناخ قيروشي تناغن вот это, в частности, замдиректора электросвязи, Танах Кирбарещинс. То есть, кто здесь выговаривает какие-то инакомыслия, да, в адрес там русского оккупационного режима, он должен, значит, где-то в дырке спрятаться и сидеть, короче. Пусть наоборот, вот Оркшур, Эрбюш, вытаскивать беш, митинг, шхадуил, сана общественный гуман, до шишнеш, поисков, волшебно, успех ищет, беговой дорожки ты хватишь, кидыч, хорошо, русский международный парниковый куз в Европе, халки надят, в принципе, шая гюр куз в Европе, кишт. Уж ойрк шурха бьёшь, что вытягивать бьёшь, тол чах или дука, да, прекрасно, мага куза худу милду. Поэтому тут не это идет, не такое, короче, как бы, потому что угрожать тут нечем, да, а вот и подстрекательство, я из тебя. Подстрекательство – это дело нехорошее все равно, потому что формировать мнение в обществе такое террористическое, агрессивное, вот из чего воду. Я тут что хотел, вот, вернуться хотел чуть-чуть к этой теме, да, русского геноцида. Я вот помню, и в школе, я, в принципе, в начальных там классах неплохо учился. И пионер, короче, хорш, положение. То есть там сначала отличники, хорошисты шли, потом там отличники, хорошисты, ну потом все остальные. Я вроде в первую категорию попадал, хотя сун и пионер, что это важный яйца, но я хотел все-таки в этих диктующих, ну что в этой системе быть, и там отодвинуть вверх, вот от этого пионерства, там чуть-чуть на второй этот уже этап меня перекинули как-то. Вот я это помню умышленно. Там, короче, какая-то подготовка была, да, какие-то вопросы задавались перед вступлением в пионеры. И в частности, вот эта тема про Спартака, там, про его историю. А вот соцотрямщин подвинуть вверх тебя, как бы меня отодвинули. Вот это я помню. Вот как в школе потом пытались тоже вытягивать борцер, ногчи, как правило, отбивать вещи, несправедливо, умнышли лучше. Вот, короче, такой геноцид русских был у нас. Вот такие моменты тоже присутствовали. Если кто по вот этой теме помнит, да, тоже можете высказать. Солнце, школьная история, да, Георгса, в тему вообще, как отношение было к кавказцам, было аж отношение мое,
И уже он был, и первый он был, мальчики жили как беженцы. И этот, где-то в классе, наверное, в 7 я был. 5 класс или где, 5 класс. В школе, театральный, постановка, ешь туда-сюда, интересно должен, кто хочет, свой сатана, остается, да, эльму воли. Он такой крупный, полненький был, я и он вызвались тоже поучаствовать. И сцена была такая, что вот 2 кавказца лезут к девушке, как бы познакомиться хотят, так грубо, там, не отесано. А потом подбегает такой грамотный, весь такой, скажем так, порядочный, с цветами подбегает этот русский парень, красиво так речь говорит, и она с ним уходит. Но сужимошка, я суть-то не понимаю, кабардин, Балкария, Нальчики, еще буквально свой сан оккупированную территорию, но тебя резко уже плотно, аж уже место между обрусетами, ситуация каждый раз догиошь, эти отцоюти, базра, резко что кабардинца нет, saat iets achter, кабардинч, да, до того поебошь уже, вахтаница, решеница, мел всплескиваться. Раз хочу быть хумшия, кабардинца, и я шляча, кабардинч, it's achter, да, там noch короче. Вот, ну, все додезок даются, короче. Ну, суть в том, что ситуация, кабардинч, будешь русские учителя, и вот они ставят такую сценку. Я, короче, типа, подкатывать к девушке, типа, по-чеченски, можно познакомиться, играть, я такую сценку играю, этот армянин такую сценку играет. И вот, а вот я кабардинки, чтобы вы понимали тоже, играет эту девушку кабардинка. И вот русский такой интеллигентный, правильный речью подбегает, говорит, ой, мадам, там, туда-сюда, у вас, короче, это, я вам помогу, там, вот вам это, вот вам цветок, улица, сама Оля, он суть, если он ее уводит. И даже с детства, чудовищно, положение, короче, вот вы вот на вот это только способны, а вот мы, вот интеллигенция, мы вас вот с деревьев снимаем, вас цивилизацию вкладываем туда-сюда, а вы нам еще неблагодарны, там, на вашем диком языке разговариваете, боже, то есть, вот, я говорю, духом, как у нас в Ацаха и Кавказе, Лилин, муж. Мы вас люди вывели, дикари вы были, боже, сердце дичем, да, это целенаправленный, да, вот, чувство собственного достоинства, чтобы, до конца добить Лилошем, даже, и кроме как у чеченцев из автономных республик Северного Кавказа, я бегал уже без Санбацарсига, я служил, я жил в Нальчике, бывал, и Орджоникидзе тогда он назывался, Кисловодск, делался, жил там. Там раскаш. У них, видать, менталитет менее сопротивляемый был. Сундян. Вот. Лisten, на последнее докончу. Кто бы знал о Кавказе, кто это из немецких сказал? Не будь там чеченцев. Кто бы знал, что такое Кавказ, не будь там чеченцев. Издашом ты амадистишь, да ты дал улыбаешь. А ты яхар ночью был, сунца так мудил, сюда. Можно мне сказать вот насчет ваших разборок, Ломаев там и так далее? Когда я слышу агрессию, я пугаюсь, я честно говорю. А может нам вообще не отвечать на эту агрессию и идти своей дорогой этой демократической партии? Вам Нет, я имею в виду, может не реагировать на это.
Собака лает, когда вам идет, не реагировать вообще на это. Агрессия бяхчи, нахана мехтуду, агрессия яшек. Шин малук дарту, вейн барбирду чукаш, вейтун совет ду делак. Я ашулш метятун шин qiyirmi дуис. Айдлуз вапди сахду, чумд угрожает дяшуис. Ибо отун Нет, а между нами, между Нохчиел и Бойнеш вообще может какой-то одной стороне вообще не реагировать, потому что чем больше реагируют на это, тем больше, когда и там без конца уже, и конца не бывает, и вот таким образом мы делимся. Может, какой-то одной стороне уступить, и как демократическая партия, может, нам, ну, вам все-таки, извините, уступить, прошу прощения. Ну, просто у меня тоже закралась мысль. Тут никто о нем не говорит, оба дела. Тут о нем никто не говорит. С ним никто конфликта не имеет, даже в мыслях не было. Ламаев это не проблема. Видите, что если нужно будет, проблему будем решать с властями Финляндии. Всегда запросить на чекдож, до мавицуш Ламаев, халквеч, ваохо, лаквеста, говорит, хан худающий Ламаевич. Нет никакой проблемы. И в будущем, и других я имею в виду. И за других. Больше адекватнее надо. Если вот такие случаи будут повторяться, то цивилизованные. Да, мы живем в цивилизованных странах. Мы свои права знаем. Санчи ломаемся, связываешься, у меня, например, есть свой адвокат, к которому я могу обратиться, чтобы потребовать, что вот такие личности мне угрожают. Там маленький запрос в Финляндию, это вопрос быстро решится. Мавицующий так, по проблеме. Перестаньте о нем говорить. Он у кого еще гладил, Аллах билла. И ласка бич, сайн хилца, сай даря церц, оттелца, ши случаи, и цашун, давака швитойта. Цаи чудартия, иши бош, ишт гадат деш, айни ирса дела, цаи чцалысы, рухлу, цадичи, алуш малайциса. Цовай на сун дагцадо, сун даже айс ихум дина дагцадо, пришо дартия, ялшо дартия, ишт хан хиласа, тхананс, штрайл дигин, тхаваша, Яц, дана юх. От сурт я дуиз, дяхкан сурт. От сурт я ха тходавайтин лечду, ни солех чаш сай шин кюгат, дин шидули гайт нақас от ласки, убари сурт дяхкан тхон. Ну, цуэна кеги долши. 80-й год ханхилакис. Ишт и случай хиласун и сурт дикт дартхугад юдайна и сурт о царис я ишти била бюш локом дат отсул жимолшя и датфун и дадагдар бош. Ишто зласкичун и хумадинас юх школе дартхо дюш и год точно дагца дохсон 88 дартия и 89 годы дартия совет айдл дуо гергдан хадюкис. От тхаклаш чуаха саму аюл даска лака хуларк датуян портрет шуна дагдо лелини цер от кгбшникши Isarch cholarqte datuan. От лелини сурт я хатун от хайт цамуручка цан меза бин рисават. И гуча дел. Хит сандак досун и шайл школ шабл ученикш. Арабия цар ю дахитин. И хадин хадиц бош. Тонешти угрожаттин дак досун цар. Гуча цавелери нохчиш далютл дат сероно. Ишт и случаир тхона цар ихум дина эл шайл школ ария кито.
пространство России никогда не может толком жить. То за Ленина топят, то что сейчас за других топят. Перед этим за Николая топили. Доход. Им всегда нужно какое-то божество, только чтобы не жить нормально. Кира, лейол шо тагуй и билгал кэшчу. Нохчишин кэсти так дуйтин, камелица кэсти, цу дилду хум шях кэст. Лей обязательно цани услуживать тяж волширу. Хозяин всегда прислуживает, да? Да, он обязательно должен кому-то льстить, ну, или там еже, или духом защищать, да. Он просто, ему не надо подсказывать, у него свой лейц и чуаха, ему саму голову приходит, как лучше прислуживаться, да. Иш тхиетсунц, иш хагуш тот, балькшин, суш, да. Ногче мечахила лей, надо же выше голову, планки поднимать, да. Ногче полите гнуть тяши лаха, то дальновидно гнуть маези, а то худую цецахуешь, а идею, а мялил злость шинахан, те хуешь дать. Арсеция маеза раской, политический раской, аргеннар дюндакар, ехканил минчвейн, дуй. Ногче дальше мубехар бо, худильду, худовой бо, шмадать. А то нерт, анна щукуешь, бу нерт имне щукай. И вот я ходил к Эмна шехар бюхом ногчи хош атароли ногчи цеюах бусалпца ол, харджамачца ол.